где-то, возможно, для локализации каких-то культурных и этнических особенностей. И поэтому выделяется очень выпуклая Ингушетия в этом смысле и свидетельствует о том, что данный регион характеризуется такой достаточно, во-первых, консервативным взглядом на суфизм. Это прежде всего нужно отметить. И действительно как поборник традиционных религиозных верований. Ну, если мы обратимся к вопросу в целом исламизации ингушей, я бы сказала так, что именно суфизм стал конечной стадией утверждения исламской традиции на территории Северо-Восточного Кавказа. Я не просто так выделяю Северо-Восточный Кавказ, он определяется прежде всего тем, что именно в этих трех республиках существует и практикуется ислам в наиболее такой своей традиционной форме. И, во-вторых, здесь он серьезным образом повлиял и на культурное развитие региона, и на там, этноконфессиональные и политические процессы, которые здесь очень активно развивались вплоть до начала 21 века. И по этой причине, наверное, в том числе стоит как-то выделить отдельный регион. Ну и на контрасте с Северо-Западным Кавказом, где мы упоминаем Карачаево, Черкесию, Кабардино-Балкарию и так далее, ряд республик, мы видим, что именно суфийская традиция в большей степени здесь проявляет себя с точки зрения коллективной культуры. Дело в том, что именно суфийская традиция закрепилась в той же самой республике Ингушетия, в ингушском социуме, потому что она определяла коллективные начала. Любые суфийские традиции здесь определяются и также так называемым понятием вирд, что переводится общество, да, с арабского, или сообщество, или клан, что, в принципе, характерно для социальной структуры ингушей, поскольку они до сих пор живут в условиях таких традиционных понятий близкого кровного родства, что мы определяем понятием тейп. Да? Поэтому тейп, вирд, даже у меня была работа посвящена тейпово-вирдовой структуре ингушей, потому что одна из этих систем определяет кровнородственные связи группы людей, другая система определяет приверженность к конкретному суфийскому братству. И вот эта особенность наложила серьезный такой отпечаток на то, как функционирует ислам в целом в данном регионе. Во-первых, если мы обращаемся к истории суфизма, я бы начала, наверное, все-таки с истории ислама, потому что ингуши, если мы берем в целом те тенденции, которые мы наблюдаем и в российской практике, и в мировой практике, исламизация ингушей произошла как будто бы в самый поздний период окончательного утверждения ислама в регионе, если мы берем в целом народные или этнические группы, да, то есть здесь это происходит в гораздо поздний период, фактически в конце 19-го, начале 20 века одно из селений на территории Ингушетии, так называемой Гвилетии, окончательно приняло ислам. Я не просто так обозначаю вот этот феномен окончательности и обозначаю какие-то конкретные общества, потому что ингуши жили именно такими социальными локациями, назовем это так. Это были общества. Общества, которые определяются понятиями Галгаевского общества, Джайраховского, Карабулакского, Кисты, Дюрдуки и так далее. Обществ было достаточно много. Проживали они в Горной Ингушетии и прилегающих территориях. Об этом свидетельствуют многочисленные памятники материальной культуры, потому что ингуши считаются, как и Ингушетия в целом, культурой, которая, в общем-то, достаточно серьезная свое внимание уделяла каменному зодчеству. Везде, где памятники каменного зодчества имеют место быть, это след ингушской культуры, соответственно. Потому что есть своя локальная специфика в этом смысле. И, с другой стороны, именно тот факт, что часть обществ галгайских, потому что слово ингуши, такое так называемое понятие, которое мы сегодня привыкли слышать относительно этой этнической группы, оно является в основном пришлым, сами себя ингуши называют галгай или галгай, галгаевские общества, и общества они определяются понятием того, что проживали на конкретно локальной территории. И знали и прекрасно понимали свое кровно-родственное вот это вот близкое соотношение друг к другу. Так вот,
общество, которое проживало условно там в горной части и на плоскости, в разной степени и в разное время было, скажем так, ознакомлено, назовем это так, с исламской традицией, с исламской культурой, и поэтому неравномерность принятия ислама приводила к тому, что мы не можем назвать, скажем так, единую какую-то или классическую дату полного процесса исламизации ингушей. Это все происходит постепенно. Мы можем только обозначить условно там последнее селение, которое приняло ислам, да, и окончательно и эта традиция утверждается здесь в регионе. Поэтому, да, можно говорить вполне уверенно, что вплоть до начала 20 века и где-то даже в упоминаниях источников начала 20 века и в ингушской среде, в алгайской среде сосуществует одновременно три условно такие религиозные культуры. Одна из них это будет культура исламская, и в поздний период это суфийская традиция. Одна будет условно народными религиозными воззрениями представленная, где, в принципе, уже отчетливо выделялся монотеизм, поэтому здесь появляется такой институт, как дяла. Поэтому ингуши сегодня, например, говорят не там, Аллах эндали, да, то есть имеется в виду не когда там Аллах решит, а дял эндали. То есть слово дяла – это вот слово, которое очень тесно имеет привязку к тому самому ключевому божеству, которое являлось фигурой очень значимой в религиозных воззрениях ингушей в период, ну, скажем так, активного такого народного религиозного характера. И, соответственно, неравномерность, она приводит вот к такой очень специфической картине. Это отмечают многочисленные исследователи позднего периода и определяют, как будто бы это был некий такой синкретизм. И да, на вопрос, какая же третья религия здесь имела место быть, речь идет о христианстве. Дело в том, что на территории Ингушетии были, условно, в кавычках, поползновения христианизировать местное население, и вроде как ингуши принимали христианство, но затем возвращались к религии предков. Поэтому вот это явление синкретизма, оно будет характерно ингушам вплоть до фактически начала 20 века. Поэтому уточнять или обозначать какую-то конкретную дату принятия ислама весьма и весьма сложно, поскольку одновременно с тем, что где-нибудь на плоскости проповедовали муллы, где-нибудь в горной части проповедовали те самые жрецы, которые выполняли достаточно серьезный функционал в обществе и были долгое время местными, что называется, авторитетными значит, людьми и представителями особой части населения, назовем это так. Но один из главных вопросов, который у нас, в общем-то, всплывает в истории суфизма, это почему именно суфийская традиция утверждается в регионе, когда это стало возможно. Дело в том, что вот если проанализировать многочисленные источники проникновения ислама на Кавказ, то одно из самых древних, назовем в кавычках, упоминаний будет относиться к периоду татаро-монгол, которые, собственно, достаточно активно проходились по этой территории, и попытки установить здесь исламскую культуру, нормы и, там, допустим, практики шариата, они имели место быть, соответственно, это периодизация 13 века, 14 века. В дальнейшем это не принесло какого-то успеха значительного, но уже первое знакомство с исламом происходит, и это надо отметить как важный фактор. Дальнейшее проникновение происходит через Тамерлана Тимура Хромова, да, соответственно, это тоже оказывает свое влияние, и мы видим по памятникам, например, замечательный памятник Борга-Кэш, который здесь упомянут как памятник, где, собственно, еще долгое время будут местные жители совершать определенные ритуалы и обряды, свидетельствует о том, что, да, какие-то попытки, в том числе не просто проникновения, а утверждения ислама наблюдаются. Ну и следом, конечно, параллельно процесс христианизации, который давал серьезное сопротивление, да, и мешал распространяться исламу. И эти столкновения обнаруживаются и в местном фольклоре в указанный период. Ну и поздний период – это, конечно, то, что мы называем проникновение по цепной реакции из Дагестана в Чечню, из Чечни в Ингушетию. И этот период мы называем периодом, очень тесно связанным с событиями национально-освободительного движения горцев, потому что
в этот период проникновения ислама происходит в суфийской традиции, и в данном случае наиболее преимущественное влияние здесь сыграют тарикаты, так называемые, Накшбандия и Кадирия. Об этом я скажу, потому что хотелось бы сначала немножко раскрыть понятие суфизма. Я думаю, что в некотором отношении вы, естественно, представление о нем имеете, но суфизм это не просто мистический путь познания Бога, это еще очень специфические ритуальные практики, которые, если за ними понаблюдать, становится понятно, почему именно эта зикристская культура, так скажем, утвердилась среди горцев. Во-первых, зикр – это многократное повторение сакральных формул, чаще коранического такого характера текста, который сопровождается коллективизмом. Этот суфизм северокавказский будет резко отличаться от суфийской традиции, например, в Турции или на Ближнем Востоке в целом, потому что там эти зикры происходят очень спокойно, ритмично и, что называется, тихо. Редко когда можно узнать, что в конкретном доме совершается зикр. Если мы говорим о традиции северокавказского суфизма, то о том, что этот зикр здесь совершается, и люди собрались специально для проведения этого ритуала, будет известно на протяжении, на территории всего селения, если не аула, если мы берем с вами Дагестан, потому что зикр совершается очень громко, сопровождается это элементами музыкальных инструментов, ну и, соответственно, еще ритмика телодвижений. Да, она предполагает, что это будет очень и очень активное мероприятие. В целом, с учетом экспрессии и менталитета в поведении, характере горцев, неудивительно, что именно вот такой вот зикр становится наиболее распространенным. Во-первых, он отвечает интересам коллективизма, потому что до сих пор, допустим, в Ингушетии коллективное начало является фундаментом. За счет коллективизма здесь культуры выживают, многие, условно, традиции, обряды, ритуалы, будь это свадебные или похоронно-обрядовые, требуют огромных усилий и физических, и материальных, и поэтому коллективные начала, они носят вспомогательный характер. Наверное, по этой причине в Ингушетии до сих пор очень активно обсуждается принадлежность к тейпу, да, как родовой фамилии, принадлежность к конкретному, условно, клану, конкретному там, вирдовому сообществу, да, братству, суфийскому ордену и так далее, и так далее. То есть этим самым человек сразу определяет какие-то свои особенные черты, там, допустим, родственные связи и так далее. Поэтому, наверное, в Ингушетии, прежде всего, друг друга люди, когда встречают в первом знакомстве, очень часто спрашивают «Ханярва», то есть ты кому принадлежишь, к какому ты роду относишься. То есть как только обозначается конкретная фамилия или тейп, тут начинается, скажем так, огромный и длительный диалог, особенно если это вдруг фамилии, которые принадлежат к одному роду. Ну или если речь касается братства, это тоже людей сближает. С другой стороны, сразу подчеркну, что суфийская традиция в Ингушетии, она специфична с той точки зрения, что если бы мы ее определяли как религиозная идентичность, она будет над тейповой. То есть большое количество разных тейпов могут относиться к одному суфийскому братству. Получается, это как будто бы накрывает вот эту систему тейповых образований, там, фамилий и так далее. Есть иногда и такое представление, что конкретно фамилия всегда и очень часто связана с конкретным суфийским братством. Ну, например, фамилия Белхароевых, она сразу вызывает у людей, скажем так, четкое представление о том, что, скорее всего, этот человек принадлежит особой такой суфийской общине, которую называют общиной или вирдом Баталхаджи Белхароева. Достаточно известный. Некоторые исследователи его сравнивают с сектой по причине локальности, закрытости и особой специфики бытования ритуалов и обрядов здесь, и то, что они не впускают в свое братство никакого другого представителя, да, и ограничиваются внутрисуфийским, внутривирдовым признаком заключения брачных отношений и так далее. Поэтому здесь все очень сложно. Но я сразу хочу подчеркнуть, что Ингушетия, если мы берем ее какие-то особенности с точки зрения региона или республики в составе Российской Федерации, это молодой регион, потому что, в принципе, определяется временем образования государственности. Я подчеркиваю государственности, потому что ингуши имеют очень долгую свою историю. Это автохтонный этнос Центрального Кавказа, следы материальной культуры, языковые особенности тому являются лишним подтверждением. Ингуши жили в условиях очень специфической географической и климатической особенности, тем не менее сложили
такие достаточно интересные традиционные характеристики свои. При этом эта культура все-таки, можно ее обозначить, достаточно локальная. Наверное, по этой причине до сих пор среди ингушей не практикуется и нету такого одобрения на межнациональные брачные отношения, поэтому ингуши условно славятся тем, что кровь максимально чистая, без примеси каких-то других, не знаю, там, этнических включений, в отличие от соседствующих регионов, где, в принципе, расширение численного состава происходило за счет поглощения других народностей. Это здесь не замечено, поэтому сегодня Ингуши и Ингушетия являются республикой Северокавказской, где титульный этнос исповедует ислам суннитского направления и шафиитского мазхаба. Сразу подчеркну, понятие мазхаба – это правовая школа, и практически во всех культурах, где функционирует ислам, в обязательном порядке некоторые, соответственно, носители будут определять себя по принадлежности помимо суфизма, суннитского вот этого направления, да, и в целом ряда особенностей еще и правовым школам. Шафиитская школа получила самое широкое распространение на территории конкретно Ингушетии. Если мы возьмем с вами Дагестан, то здесь будут и маликиты, и ханбалиты, и ханафиты, в зависимости от того, какая там этническая группа, с какой она соседствовала по большому счету и так далее. То есть в сравнении с другими соседствующими республиками, с Ингушетии, здесь, во-первых, титульный этнос – это ингуши, так получилось, русскоязычное население, и русские здесь проживали в свое время, но в результате двух очень серьезных кампаний, которые развернулись в начале 90-х годов в соседней Чеченской республике, да, произошел очень серьезный отток населения, то есть русские фактически мигрировали из региона, и сегодня львиная доля населения – это, собственно, сами ингуши, поэтому, когда мы говорим «республика исламская», и здесь титульный этнос исповедуют, мы имеем в виду конкретно вот эти этнические особенности. Несмотря, да, кстати, еще один такой очень интересный факт, мы определяем Ингушетию как молодой регион не только по принципу, скажем так, государственности, то есть образования, но еще по одному важному обстоятельству, которое тоже накладывает отпечаток на суфизм, это то, что большая часть населения Ингушетии – это молодежь. Да, то есть молодой регион по принципу того, что здесь большое количество молодежи в соотношении со старшим поколением. Молодежь здесь как раз и распределяется, вот если мы говорим о современном положении суфизма и ислама в целом, надо все-таки две категории. Та часть населения молодежи, которая очень трепетно относится к суфийской традиции и исповедует именно суфийский ислам, и часть населения молодежи, которая в основном является приверженцами так называемого ортодоксального ислама, в котором суфизм воспринимается как, ну, скажем так, в арабском словаре есть такое понятие «бид'а». Это так называемое нововведение, да? То есть они воспринимают суфизм в качестве нововведения, не признавая ни зикры, о которых я говорю, как вот, в общем-то, коллективные ритуаловые обряды, не воспринимая институт шейхов, которые являются, в общем-то, основателями и распространителями, назовем это так, да, проповедниками суфийской традиции здесь в регионе, и так далее, и так далее. Поэтому мы обнаруживаем, что в определенный период времени, особенно в 2000-х годах, где-то в период 2000 условно 5 по, наверное, даже 15 год, то есть 10 лет, это сопротивление было серьезным, да, то есть это постоянные были конфронтации. Но самый худший отпечаток, который наложило вот это распространение, скажем так, ортодоксального ислама, это, наверное, конфликт, который принято называть конфликт отцов и детей. Потому что старшее поколение на территории республики исповедует и практикует, и очень трепетно относится к традиции суфийского ислама. Старшее поколение уверено в том, что благодаря суфизму ингуши смогли сохраниться, будучи в депортации в 1944 году. То есть суфийская традиция, она как будто бы объединяла людей, которые уже не могли следовать родственным, равнородственным тейповым инициативам, находясь за пределами своей этнической родины. Потому что там принцип их существования был совершенно не кровно-родственное, а какое-либо другое, ну, условно, люди выживали. Поэтому суфийская традиция, она как будто бы позволяла людям самосохраниться. Ну, чем больше я изучаю этот вопрос, тем в меньшей степени я уверена в том, что это действительно так. Скорее всего, это, наверное,
активная пропаганда суфийских мулл, шейхов и ученых, которые пытались таким образом еще в большей степени укоренить суфийскую традицию. Если посмотреть глазами современника на ситуацию, которая сложилась в условиях распространяющейся суфийской традиции среди ингушей, отмечу, что до суфизма ингуши были более консолидированы. Почему? Потому что вера была в единый, скажем так, религиозный характер, форму и, соответственно, специфику. Проникновение суфизма привело к деконсолидации ингушей. Почему? Потому что распределилось по, скажем так, предпочтениям. Кто-то пошел путем, допустим, более закрытых суфийских общин, как, например, по тарикату Накшбандия, да? Кто-то пошел в более, скажем так, зикристскую традицию, открытую, очень эмоциональную, в лоне кадирийского тариката. Естественно, это сразу что наложило свой отпечаток. И по сей день, на самом деле, стоит отметить, что в Ингушетии есть такая проблема, что некоторые братства условно функционируют совершенно локально, они там идентичность условно вот эту религиозную подчеркивают наиболее ярко, привязывая это к тому, что они исключительные в этом смысле, а все остальные, получаются, не такие исключительные. И есть заблуждение, потому что многие братства возникали в лоне одного тариката. То есть фактически у них есть вот этот корень фундаментальный и объединяющий, но они исключительно видят это таким вот образом. Поэтому, да, есть проблема, которая, она очевидна сегодня, что суфизм привел не к объединению, а наоборот деконсолидации. И в Ингушетии это продолжается по настоящее время с новым проникновением течений, взглядов, учений на ислам в том числе. Но мы говорим о коллективизме, поэтому коллективная культура осталась все-таки спецификой ингушей даже в условиях современности. И вот это понятие суфизма, оно, конечно, имеет разные свои характеристики, но сразу подчеркну, что мир северокавказского суфизма – это отдельный мир, не сильно соотносимый с миром турецкого, например, ближневосточного, иранского, среднеазиатского суфизма. Здесь в корне своем лежит как раз коллективная культура и очень эмоциональная особенность реализации, скажем так, обрядовых ритуальных практик. Сразу отмечу тоже одну очень важную особенность, то, что, по крайней мере, вот, да, если мы говорим об характере суфизма, то так же, как вот то, что их объединяет, это все-таки мистицизм. Суфизм – это мистический путь познания Бога, это не просто путь, это именно мистический путь. Каким образом постигается или достигается мистицизм? Он достигается путем вот, совершения этих зикров, потому что когда это происходит с помощью музыкальных инструментов, погружение, что называется, в состояние экстаза, допустим. И когда мы говорим о большом включении людей в совершение ритуала, я сейчас покажу несколько слайдов, как это выглядит, да, визуально, и это происходит на протяжении достаточно длительного времени, сама вот эта обрядовая практика. Неудивительно, что действительно со стороны кажется, что люди там находятся в каком-то очень специфическом состоянии, и в свое время мне удалось посетить зикр, который совершали как раз в замечательном таком месте, где можно было наблюдать за ним не вот как бы со стороны, а над. То есть, получается, это было такое помещение, здание, скажем так, вот таким кольцом, собственно, и зикр сам совершается замкнутым кольцом, а со второго этажа все это очень хорошо наблюдалось, и энергетика была достаточно насыщенной. И это все еще сопровождалось музыкальными инструментами, чаще всего это огромный такой бубен-барабан, который обтянут плотной кожей, звук, конечно, издает такой совершенно необычный. Но я сразу скажу, что в ингушском исламе не сильно популярны музыкальные инструменты, здесь в основном вот это многоголосное пение, которое переходит от старшего поколения голоса к младшему поколению голоса, оно такое придает некую вибрацию, это более интересный формат зикристских практик. Но сразу скажу, что да, это мистический путь, и суфии придают особое значение, значит, самим ритуалам. Сразу отмечу, что в северокавказском суфизме есть одна очень важная внутри отличительная черта, если так можно обозначить. В Дагестане есть институт живых шейхов.
вот звучит, конечно, очень так специфично, но тем не менее, есть институт живых шейхов. В Ингушетии живых шейхов нет. Что это означает? Есть такой... Да. Нажать на где ваше видео наверху, Да, да. На какой-нибудь квадратик, который или самый маленький, левее. Ага. Да, спасибо. Просто нам не видно. Все, я поняла. Извините, да, и звучит, конечно, это очень специфично, но сразу скажу, что есть такое очень четкое понимание передачи знаний от учителя к ученику, и в суфизме это всегда было таким фундаментальным основанием. Да? Это была, собственно, достаточно четко сформировавшаяся традиция. При этом учителя обычно называли мюршидом, ученика называли мюридом. Поэтому неудивительно, что национально-освободительное движение горцев получило название какое? Мюридизм. Да? Мюридизм. Именно от слова мюрид. Но в этой традиции мюршида и мюрида очень важна так называемая трактовка понятия передачи знаний, которая обозначается термином сил-сила. Это возможность, когда действительно приобретены большие глобальные знания, когда есть четкое убеждение в том, что ученик где-то даже превзошел своего учителя. В случае, если учителя не станет, его, соответственно, ученик продолжит это дело, возможно, даже вокруг себя соберет собственное локальное, так называемое, общество. Это и является некой такой традицией. В Дагестане есть институт живых шейхов, то есть шейх существует, его братство функционирует, он обязательно передает эти знания, через него постигается тайна суфийского мистицизма и так далее. В Ингушетии, в Чечне живых шейхов нету, но есть потрясающая историческая память о том, кто был. То есть достаточно того факта, что когда-то был Кунтахаджи Кишиев, или были Дани и Багаудин Арсановы, или был Батылхаджи Белхароев. То есть они принесли сюда традицию определенной суфийской характеристики, люди вокруг них собирались, этих шейхов, да, их очень сильно почитали, им, скажем так, к ним относились достаточно сакрализированно с точки зрения того, что якобы они обладали уникальными знаниями, чуть ли не обладая знаниями пророчества, предвещали что-то и так далее, и так далее, и так далее. То есть, и поскольку в условиях современного общества нету таких ярких, деятелей, то есть, соответственно, необходимости в живых шейхов здесь не обнаруживается. Но историческая память ингушей имеет очень такой, знаете, фундаментальный характер. То есть ингуши прекрасно помнят то, что происходило там, условно, 20 лет назад, 30, 40, и если это передается с поколения в поколение, этого факта уже достаточно. Поэтому последователи, условно, Кунтахаджи Кишиева, который называет себя там, последователями кадирийского тариката, им достаточно того факта, что им рассказывают о шейхе, да, о том, как он жил, что он проповедовал, как он видел, этот мир, как он предлагал постигать его через этот, собственно, зикр. Этого достаточно. Поэтому отличительная особенность внутри северокавказского суфизма заключается в том, что в Дагестане есть институт живых шейхов, и эти знания передаются от учителя к ученику, и последующий ученик продолжает это, в общем, достаточно ответственное дело. В то время, и чтобы вы знали, и, возможно, даже в курсе тех событий, когда начались, события, связанные с наличием присутствием боевиков и каких-то террористических актов и вооруженных конфликтов на территории Дагестана, прежде всего страдали от этого именно живые шейхи. Шейхи, имеется в виду в данном случае, да, то есть они уже были явно не живые, но именно по той причине, что они распространяли идеи суфийского ислама, они воспринимались ортодоксами как одни из самых ключевых врагов, и, соответственно, все эти покушения зачастую заканчивались плачевно для самих шейхов. Поэтому вот в этот период очень усилилась сила, то есть передача знания, чтобы обязательно шейх имел место быть. То есть для народа Дагестана важен тот факт, чтобы был живой шейх, который точно скажет, как, что, зачем и почему. В Ингушетии в этом потребности нет совершенно. И то, что там является важным в привязке к шейху, это места, которые тесно связаны с этими шейхами. Есть такое четкое понятие в ингушской традиции, называется оулия. Оулия – это как будто бы святые,
Вся жизнь их близких и родных, это все то, что сосредоточено конкретно местами, которые имеют теперь сакральный смысл, ну, составляет такое условно-народное паломничество. То есть человек, который не может совершить условно паломничество в Мекку и в Медину, да, вот святые города ислама, ему достаточно, ну, по крайней мере, вот это паломничество сделать таким малым образом, хотя бы съездить к местам, которые свято привязаны к условно к тому самому институту шейхов. Поэтому эти места называются зияраты. Да, зияраты, вот, собственно, это какие-то условно места, где мы наблюдаем захоронения, если не самих шейхов, то их близких и родных, которые тоже, возможно, вклад вносили определенного рода, да. Это источники воды, которые в том числе связаны якобы с моментом, когда посохом бил, значит, очередной шейх и пытался пробить родник на конкретной там территории, и это тоже сакрализируется, вода из этого источника будет какой священный, да, и так далее, и так далее. То есть вот эта вера народная, такая уже сложившаяся как традиционная, суфийская, она остается в жизни ингушей, одной из части жизни, части населения, весьма и весьма значимой. При этом мы можем даже локально определять конкретно районы и там, условно селения, где конкретный вирт или вирдовое братство суфийское будет преобладающим, а где будет, наоборот, в меньшинстве. Сразу скажу, что знакомство с исламом, с суфийским исламом на Кавказе произошло, об этом пишет и Аликберов, да, и многие исследователи, именно в направлении, скажем так, в течение Накшбандия. Но широкое распространение получил именно тарикат Кадирия. Кадирия и Накшбандия отличаются чем? Прежде всего, самим зикром. Кадирийцы его совершают громко, очень эмоционально, с применением музыкальных инструментов, с определенным активом телодвижения, с определенной спецификой дыхательной практики. Да? То есть это будет очень эмоционально. Если мы говорим о Накшбандии, то они известны тем, что они последователи тихого зикра. Вы никогда не поймете, что в конкретном доме совершается накшбандийский зикр. Почему? Потому что это делается тихо, спокойно, чаще всего про себя, и просто как будто бы условно некая такая тихая проповедь вокруг последователей этого характера. Вот, кстати, здесь визуально мы наблюдаем с вами кадр, когда, да, тут, в данном случае тут пожилые люди, они находятся в таком вот формате кольца. На самом деле зикры могут объединять фактически до 500 человек, по большому счету. Вот во время митингового движения 2018 года, когда ингуши вышли на улицу города Магаз, выступая против размежевания границ между Чечней и Ингушетией, вот тогда зикры совершали на этой площади Магазской, и людей там было очень много. Сразу подчеркну, что это тот самый удивительный случай, когда люди объединились по принципу, вне зависимости от тейпов, от видов, принадлежности к конкретным группам, просто потому что была угроза извне, да, то есть лишение государственности, территории и так далее. То есть внешние факты, внешние угрозы ингушей всегда объединяют, вот что ни говори, и вне зависимости от того, даже если это люди кровные, там, условно, да, враги друг другу, потому что кровная месть в Ингушетии до сих пор сохраняется, как одна из традиций обычного права. И вот здесь мы видим, что старшее поколение находится как бы в эпицентре, но так оно и в традиции существует. Когда начинается зикр, в основном те, кто представляет старшее поколение, не будут внутри этого замкнутого кольца, молодежь будет снаружи. Почему такое происходит? Потому что силы затрачиваются огромные во время зикра, потому что это телодвижение, это прыжки в зависимости от конкретного братства, да? Это, допустим, движение рук, движение ног, очень активно работает голова в этом смысле, да, есть те, кто прям вот таким вот образом совершает движение, все это повторяется многократно, и это все происходит бегом, да, в зависимости от того, как тамада этого движения будет руководить самим зикром, и физически старшему поколению, естественно,
долгое время находиться в таком кольце затруднительно, не хватает ресурсов. Я вам сразу скажу, для того, чтобы совершать громкие зикры, ингуши выделяют специальные помещения в домах. Почему ингуши не любят квартирные дома? Потому что там невозможно совершать зикры. Дома частные предполагают возможность строительства отдельного помещения, и эти полы после каждого зикра, деревянный этот настил, он, как правило, меняется и накладывается новый. Почему? Потому что после физического актива зикра эти полы просто не приспособлены для повторных там, и последующих этих ритуалов. Это, как правило, вот такая вот особенность, чтобы вы понимали, насколько затрачиваются усилия. И вот когда зикр, длящийся, ну, там, допустим, от 15 и более, там, может быть, до часа достигать по времени, нужно отметить, что старшее поколение значит, медленно отходит на второй план, уступая место кому? Молодежи. И вот молодежь должна завершить полностью весь цикл этого зикра. Почему важен факт бесперебойной практики ритуала? Потому что если в какой-то момент происходит сбой, есть вероятность, что Всевышний что сделает? Эти молитвы, эти просьбы не услышит. Почему я говорю молитвы и просьбы? Потому что зикры сейчас в Ингушетии совершает как заупокойно, что называется, да? То есть во время чего? Похоронно-обрядовой практики. Когда умирает человек, если он принадлежит конкретному верду, да, то есть, допустим, там, принадлежащему условно Кундахаджи Кишиву, то есть Кадирии, зикр будет громкий. Если это Накшбанди, будет тихий. Ну и есть те, кто вообще не придерживается никаких суфийских традиций, поэтому в своем завещании покойный очень часто пишет: я хочу, чтобы за меня там совершили, или я не против. Потому что в свете последних событий очень часто старшее поколение, будучи традиционно воспитанным в суфизме, беспокоится о том, что их там дети, относя себя к нетрадиционному исламу, очень часто выступают против того, чтобы хоронить родителей вот с применением таких ритуалов и обрядов. И это тот случай, когда яйцо пытается учить курицу, да, то, как жить и как, в общем, почему я и говорю об конфликте отцов и детей. Это конфликт очевиден. Есть случаи, когда действительно родители отказываются от таких принципов, которым следуют их дети, да, считая, что это совершенно неприемлемо, и суфийская традиция, как религия, теперь уже воспринимаемая религией предков, должна сохраняться, по мнению ряда там, ингушей. И вот, как я уже сказала, молодежь всегда на подмоге, и когда зикр уже чувствуется, что старшее поколение не может находиться в этом активе ритуальном, оно начинает постепенно уступать место, и молодежь заканчивает, завершает планомерно сам ритуал. Чем более гармонично, бесперебойно проходит сам ритуал и обряд, тем, соответственно, считается, что он прошел максимально идеальным образом. Ну а состояние, которое постигает верующих во время процесса, сравни состоянию экстаза фактически, да, то есть вот настолько оно бывает, что называется, эмоционально. Ну, сразу отмечу, нравится мне этот замечательный кадр, я думаю, Шамиль всем известен, имам Шамиль, да, как основатель фактически такого активного, хотя не первый, потому что до него это был шейх Мансур, но с именем Шамиля связано вообще, собственно, активным движением национально-освободительных борцев, и он, так же, как и его предшественник шейх Мансур, был последователем накшбандийского тариката, то есть того самого, где практикуют, тихие зикры. То есть знакомство народов Кавказа с суфизмом произошло именно в Накшбандии. Но число накшбандийцев сегодня в соотношении с кадирия в меньшей степени. Самые распространенные будут у нас кадирийцы, то есть те, кто совершает громкие зикры. Все-таки Шамиль был достаточно консервативен, и он очень сильно привязал накшбандийский тарикат к тому, что мы называем мюридизмом, то есть борьбой с царской Россией. Да? В то время как параллельно с Шамилем активно свою проповедническую деятельность вел именно Кунтахаджи Киши на Северо-Восточном Кавказе. И его кадирийская версия, скажем, суфизма Шамилем воспринималась весьма-весьма враждебно. Поэтому он делал все возможное, чтобы помешать Кунтахаджи Кишиву распространять его взгляды. В чем их была особенность? Он, во-первых, призывал к ненасильственной борьбе, в то время как Шамиль все-таки вел борьбу достаточно серьезно, как известно. Да? Шамилю удалось исламизировать очень серьезным образом, да, то есть в конечном итоге там, остаточную часть народа Дагестана,
И благодаря нему произошла исламизация самих чеченцев. Поэтому большую часть в борьбе скажем, в борьбе в мюридизме сыграли вот эти этнические группы. Причем в какой-то момент дагестанцы оставили все эти мероприятия, так скажем, и большая часть, кто там принимал участие, это были чеченцы. Шамиль пытался исламизировать окончательно ингушей, но ему это не удавалось совершенно. Почему? Потому что там языку силы ингуши не поддавались, не поддаются по сей день. Там единственный инструмент – это авторитет. Вот если ты авторитетный человек, твои комментарии, слова будут иметь вес, значение и так далее. Поэтому Шамиля они практически отвергли в этом смысле. Шамиль сам понял, что это бесполезное дело, и сказал ставить ингушей, они, возможно, сами когда-нибудь к этому придут, потому что он видел отчетливо, что часть метается между христианством, часть между народными религиозными представлениями, где-то у нас, значит, где действительно ислам функционирует. Но вот эта накшбандийская традиция суфизма, она здесь была непопулярна. Но появляется здесь тот самый кадирийский шейх Оля Кунтахаджи Кишеев, и к нему, собственно, к такому достаточно демократическому, что называется, да, взгляду на суфизм ингуши прислушиваются. Поэтому, наверное, кадирийский тарикат в итоге становится здесь самым распространенным. Плюс нужно отметить, что Хаджи Киши четко определил положение женщины еще. То есть если, допустим, у Шамиля положение женщины было четко обозначено, собственно, в его теократическом государстве, как положение, которое при мужчине, и она не участвует ни в каких религиозных и прочих мероприятиях, то Кунтахаджи дал не просто добро, а как-то, в общем-то, одобрял в целом присутственность женщин и на ритуалах. И, наверное, по этой причине в Дагестане есть локальные группы населения, где женские зикры остаются популярными и по сей день. В Ингушетии тоже были такие женские зикры, исполняемые местными женщинами, значит, особенно представителями старшего поколения, но в последнее время они перестали быть такими активными по одной простой причине, потому что женщинам сейчас супер некуда заниматься всей этой ритуальной практикой, да, и тем более, что в свете распространяющейся традиции ортодоксального, скажем так, чистого ислама, как это принято сейчас говорить, нет места зикрам вот в той традиции, которая нам известна как кадирия. Еще один важный момент, да, я уже упомянула накшбандийский тарикат, один из известных видных деятелей Накшбанди – это Дени Арсанов. Сразу хочу отметить, что деятельность Арсановых, она такая очень выпуклая, в том смысле, что они внесли значительный вклад для и в историю Чечни. И в период, когда была объявлена республика Ичкерия, как самостоятельная, да, и в лице Дудаева поддержку накшбандийцы не получили. И Дени Арсанов, и в целом практически вся фамилия Арсанова была вынуждена покинуть республику, и они переехали, мигрировали фактически в соседний регион, в Ингушетию. Ингуши им дали и кров, и безопасность, и так далее, и так далее. И тем самым они были долгое время очень благодарны такому гостеприимству, поскольку гонения были Дудаева очень серьезными и очевидными на последователей Накшбандия, поскольку до дудаевского периода накшбандийцы занимали очень серьезные посты во властных структурах и так далее, и так далее. Собственно, и по сей день Накшбандия представители интеллигенции, можно так обозначить, в данном регионе. Накшбандийский тарикат стал распространяться за счет авторитета Арсанова в Ингушетии, но по численному характеру сегодня они остаются так же, как я уже сказала, в меньшинстве. Его, кстати, помнят как шейха провидца, его очень долго упоминают и очень тесно упоминают событиями депортационного периода, значит, в истории ингушей. И сразу отмечу, что его сын, то есть Дени и Баха, да, это отец и сын, они долгое время продолжали вот эту, собственно, проповедническую деятельность, но сразу отмечу, что последний потомок, который, собственно, если мне память не изменяет, так называемый Ильяс Арсанов, он как раз скончался в Ингушетии, здесь был похоронен, и, в общем-то, до сих пор к этой фамилии такое очень трепетное отношение к этому роду, к этой фамилии. Ну и Кунтахаджиев, приблизительно как он выглядит, с ним очень много связано мистического, потому что верующие, кстати, последователи Кадирия уверены, что его явление должно произойти подобно явлению Христа народу последующим, да, то есть должно быть так называемое воскрешение, они не верят в смерть этого, значит, основателя, фактически проповедника кадилийского
суфийского тариката и, собственно, самой этой особенности. И Кунтахаджи Кишиев – это суфий, признанный устаз, духовный учитель ингушей, войнахов, дагестанцев и чеченцев. Имя шейха связано с распространением как раз-таки этого тариката в конце 50-х годов 19 века. Если вы помните, Кавказская война у нас началась фактически с присоединения Грузии к России в 1801 году и длилась вплоть до пленения Шамиля, да, то есть это 1860-е годы. Получается, Шамиль и Кунтахаджи Кишиев находились в одно и то же условно-историческое время и действительно пересекались в своих каких-то, что называется, даже политических и идеологических интересах. Эта фотография уже более такая реальная, то есть это не изображение, там, не фантазия художника, это действительно основатель братства, между строк читаем, секты Батылхаджи Белохароева, очень радикальной, консервативной где-то, локальной, закрытой, самой закрытой ячейки общества ингушей. Проживают они локально, в том числе селение Сурхахи, известны тем, что у них такие очень не просто коллективные начала, у них есть некие сложившиеся традиции обязательств друг перед другом, внутрифамильные, и те, кто, собственно, могут быть не Белохароевыми, но прилегающими, скажем так, в близком родстве к данной фамилии, и с ним связано формирование самостоятельного суфийского вирда братства имеется в виду. И еще один важный факт, что это братство относится именно к тарикату, который распространял Кунтахаджи Кишиев. Есть одно упоминание, что якобы Кунтахаджиев сам дал разрешение на то, чтобы Батылхаджи Белохароев распространял свои собственные, в этом смысле, да, взгляды, деятельность и так далее, и так далее. То есть дал ему добро. Если вы помните, я упоминала сегодня зияраты. И вот зияраты – это как раз места паломничества, места, связанные с именами святых, овлиев, устазов, шейхов и так далее. Вот один из зияратов, на самом деле, очень красивое строение, а там же, где расположено коллективное кладбище, принадлежащее Белохароевым, и расположено оно как раз в селении Сурхаки. Это как будто бы паломничество к святым местам, да? Тоже, что очень распространено в Северной Африке. И форма исполнения зикра, как я уже сказала, вот здесь видно очень хорошо, мы видим большое количество людей, мы видим такое замкнутое кольцо, в котором присутствует большое количество, как вы видите, мужчин, в основном суфизм, вообще это такая достаточно патриархальная культура, если так можно выразиться, и, как правило, начинают запев условно многократно по форму коранического текста старшее поколение, и потом ритмично к ним присоединяется молодежь. Да? И формы исполнения существуют две. Как правило, тихие называют его зикр хуви, да, и громкий зикр джахри. Вот два таких вот классических варианта. Какие условно звучат слова или словосочетания во время зикра? Чаще всего это восхваление, субханаллахи, да, там хвала Аллаху, тахлил, единобожие, ла илаха илляллах и так далее, и так далее. Это то, что чаще всего звучит во время совершения зикра. Это та формула, которая одновременно, единовременно, большим составом мужского тембра голоса звучит очень и очень громко. Да? И чем более интенсивно, громко и одновременно этот процесс происходит, тем якобы больше вероятность того, что соучастники этого процесса достигнут того самого невероятного состояния нирваны, дзена, как хотите это можете назвать, но судя по тому, о чем говорят потом участники, они этого достигают в конечном счете. Правила коллективного зикра у каждого братства свои, они предписаны участниками этого мероприятия. Всегда есть кто-то, кто руководит этим зикром, все последующие будут, собственно, повторять все эти движения, соответственно, повторение формул и так далее. Зикр, кстати, можно совершать где угодно и когда угодно, если есть на то желание. Но чаще всего зикр обычно звучит в тех местах, где похоронно-обрядовая практика. Когда только суфизм проникал на Кавказ, во время даже свадеб могли совершать зикры. Сегодня на свадьбах зикры не звучат совершенно, но звучат во время каких-то очень важных исторических дат, как, например, там, дата депортации, дата геноцида ингушей в пригородном районе, да, дата, связанная с событиями исторической памяти наиболее выпуклыми и так далее, и так далее. И вот здесь, как я уже сказала, достаточно одного того факта, что будет большое количество людей, да, там, или определенное количество людей, чтобы зикр состоялся в полной мере.
Еще один факт, о котором я говорила, да, женский язык. Вот мы видим с вами пример. Как вы видите, в основном это старшее поколение, которое собирается в определенные дни, согласует это друг с другом. Почему сейчас зикры женские не популярны? По одной простой причине, потому что женщины просто действительно некогда просто, и это среди старшего поколения уже не осталось таких активных женщин, которые могли бы продолжать все мероприятия, да, фактически для этого нужны ресурсы. Ну и есть один постулат, очень важный, который функционирует в исламской традиции в целом и на Северном Кавказе. Самое лучшее место, где женщина может совершать свои ритуалы, обряды, это дом. Поэтому и в мечети женщины практически не ходят. Сразу отмечу, что вот суфийская традиция, она на Кавказе до сих пор, естественно, играет весомую роль. В ингушском суфизме, как я уже сказала, отсутствуют живые шейхи. В ингушском суфизме есть одна особенность, что в период 2000-х годов это был самый главный, значит, инструмент, который использовали местные власти в борьбе с радикальным исламом, который очень активно распространялся здесь в указанный период. И суфизм по сей день выполняет разные роли, начиная от тех ролей, которые мы называем условно там этноконфессиональными, заканчивая политическими ролями. Я приведу маленький пример, который, возможно, вас несколько удивит, но тем не менее. Достаточно одного факта того, что конкретное суфийское братство отказывается от какого-то чиновника или упоминает его в контексте такого термина, как нерукопожатный, чтобы от него отвернулось общество, от него, от его родных фактически. То есть суфизм и суфийские братства могут делать определенные заявления со стороны своей общины. Также это делают очень удачно некоторые тейпы, если какой-то их представитель или представитель другого рода или другого тейпа совершает некоторый проступок. Этого тоже достаточно. Вот, к примеру, в 2018 году нерукопожатным был объявлен бывший глава республики Юнусбек Евкоров. Да? То есть по сей день к нему очень скептическое отношение, с ним не хотят родниться. Есть факты упоминания, когда достаточно было только, там, не знаю, указать его фамилию, там, как будто бы она претендует на то, чтобы заключить брачный союз с представительницей там, другого рода. Этого было достаточно, чтобы отказать. То есть нерукопожатность, она может быть объявлена конкретным там, суфийским обществом, орденом, либо тейповой инициативой. И этот функционал, он как будто бы является, скажем так, тормозом на пути к совершению ряда очень серьезных проступков. И это лишний раз подтверждает тот факт, что историческая память ингушей играет очень серьезную, если не фундаментальную роль. Поэтому, если мы говорим об история проникновения очень долгая. Ислам проникал в разной степени, в разных влияниях. Самое серьезное влияние оказали события Кавказской войны, безусловно, но ингуши уже в прелюдии своей, ближе к исламу, уже представляли собой достаточно серьезное общество, в котором монотеизм ярко выделялся в пантеоне ключевого божества, даже не пантеоне, конкретно выделению такого ключевого божества, как Дьяла. И поэтому, наверное, ислам и суфизм очень хорошо проникает и утверждается. Тем более, если мы говорим о суфийско-исламской традиции, все-таки главным правом здесь является, как юридическое право, это шариат. И сегодня в Ингушетии удивительная история того, как сосуществует конгломерат трех прав. Это обычное право, так называемый адат гурский, он в Ингушетии очень глубоко пустил свои корни, возможно, когда не станет ингушей, не станет и адата, судя по тому, что сегодня наблюдается, раз даже Кадыров объявляет кровную месть, как вам известно, наверное, некоторым представителям. То есть адатное право – это серьезный инструментарий. Второе право – это шариатское право, это религиозное право, потому что ислам здесь имеет место быть, соответственно. И поскольку мы говорим о республиках, находящихся в составе Российской Федерации, конечно, это еще и Конституция Российской Федерации. Но ингуши, прежде всего, обращаются всегда в любой непонятной ситуации конкретно к обычному праву, потому что оно решает вопрос здесь и сейчас, без какой-нибудь общественной огласки и каких-нибудь затяжных историй решения вопроса. Если этот инструмент не работает, во вторую очередь будут обращаться к шариатскому праву, потому что оно пользуется здесь большим авторитетом. Если шариатское право не решает вопрос так, как это нужно в конкретной ситуации, только тогда ингуши пойдут в суды государственные, там, не знаю, как говорится, конституционные и так далее, и так далее. И вот, да, чтобы вы понимали, о чем
я говорю, достаточно того факта, что ингуши в 2018 году, если мы говорим о суфизме и роли религиозного фактора здесь, в 2018 году требовали решения вопроса размежевания границ по шариату. Да? То есть учитывая тот факт, что шариатское право очень четко обозначало, как это надо сделать легитимно, вот даже учитывая религиозный вот этот фактор. И современная Ингушетия, да, это республика, в которой суфийская традиция занимает достаточно серьезное свое место. Здесь функционировал до определенного момента такой орган, как Духовное управление мусульман республики, назывался он Муфтият Республики Ингушетия. Именно Муфтият, кстати, объявил в свое время врагом народа того же самого бывшего главу республики. Тогда этот муфтият был ликвидирован, в том числе с подачи Музбека Евкурова, но сегодня он все равно существует, потому что невозможно себе представить регион, в котором ислам – это такая тотальная, условно, традиция, и где нет органа, к которому можно обратиться. В рамках суфийской традиции существует представительство, поэтому в муфтияте будут представители всех существующих здесь и бытующих суфийских общин, соответственно. И по совместительству также в регионе будет существовать такой институт, как Мекхел. Мекхел – это такое, знаете, народное собрание, это фактически элемент, который характерен именно демократическому обществу. Наверное, по этой причине, завершая свое выступление, скажу следующее. Несмотря на суфизм, несмотря на традиционные, нетрадиционные взгляды на религиозный фактор, несмотря на наличие различных типовых образований, кланов, как угодно это можно назвать, ингуши до сих пор остаются демократичны. Нет здесь выделения каких-то страт, каких-то институтов социальных, там, условно, превалирующих над кем-то или являющихся там, условно, такими невероятными авторитетами и тому подобное. Это здесь совершенно не работает, поскольку ингуши придерживаются той традиции, которая сложилась испокон веков. Чем более демократичное общество, тем больше шансов и возможностей решать вопросы на уровне правомерности своей, то есть когда это будет сделано коллективно. Поэтому другие институты здесь не работают совершенно, хотя существуют те же самые шариатские суды. Вот таким образом, если коротко, 45 минут или час уложиться очень сложно, но я готова ответить на вопросы, если таковые есть, потому что история ислама, история суфизма тысячелетнюю имеет свою на Кавказе, а в Ингушетии, в частности, это серьезная борьба и сопротивление условно народной религии против исламских, христианских и прочих традиций. И тем не менее это никак не помешало современным ингушам быть следующими там, в исламской культуре, изучать арабский язык, посещать страны, регионы, где шафии, то есть как шафиитский, значит, имеется правовой вот этот аспект, собственно, поэтому обучаться там исламской традиции, завершать свое образование религиозное, возвращаться в регион, и продолжать эту практику. Здесь же у нас функционирует большое количество различных учреждений. Есть исламский университет, где получают знания религиозные, за исключением тех, кто там, может себе позволить выехать за пределы, там, тот же самый Египет, Сирию. Египет, Сирия популярна, потому что здесь тоже шафиитский мазхаб имеет место быть по этой причине. Именно сюда приезжают, получают образование высшее. Много конкретных фигур, которые получили не просто образование, а соответствующие степени докторов исламских наук, и они возвращаются в республику и продолжают делать просветительскую деятельность в лоне ислама. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Действительно, на редкость содержательный, я бы сказал, доклад. И вам действительно удалось, в общем-то, к сожалению, в ограниченное время вместить очень много информации. И жалко, что не было возможности слушать вас дольше, потому что наверняка у вас еще больше информации. И мне очень понравилось, как вы смогли очень изящно, сказал, сочетать исторические и современные аспекты нашей темы. Коллеги, пожалуйста, доклады. Если у кого-то есть, простите, вопросы, если у кого-то есть вопросы в Zoom, то, пожалуйста, там есть, да? Очень много. Ну, вы знаете, давайте тогда, наверное, начнем с присутствующих физически в аудитории.
И мы, конечно, не забудем и вопросы безусловности. Да, пожалуйста. Он касается, я даже, может, пока не знаю, как сформулировать, он касается мистических переживаний. Может быть, расскажете, что под мистицизмом. переживания. Вы имеете в виду сами практики мистицизма, да? Да. Дело в том, что именно коллективное начало совершения зикров, оно и предполагает именно тот самый мистицизм. Плюс ко всему, я не случайно упомянула тот факт, что институт живых шейхов отсутствует в среди ингушей, потому что те шейхи и овлия, которые упоминались здесь в истории распространения суфийского ислама, они как раз и были сопряжены якобы с теми навыками и способностями, которыми обладали шейхи. Вот, например, есть такое потрясающее упоминание, согласно которому Кандахаджи Кишиева, когда, собственно, посадили в такую небольшую крепость, тюрьму, назовем это так, он каким-то невероятным образом, якобы есть такие упоминания, мог спокойно выбраться из закрытого пространства, значит, совершить омовение для того, чтобы совершить, соответственно, в последующем свою молитвенную практику, вернуться обратно в это условно закрытое пространство и также вот повторять это неоднократно. То есть вот такими он обладал якобы особенностями. По поводу основателей накшбандийского тариката есть тоже упоминание о том, что они якобы перемещались во времени, они могли прогнозировать, что будет условно через 10 лет, через 30 лет, через 50 лет. И до сих пор в народе есть такое выражение «Оли я хашбес». То есть то, что говорили Оли, то, что они предвещали. Вот наступили «Юагаге ханыш», то есть придут времена, как говорил Оули, да, и вот некоторые вещи, которые якобы были упомянуты ими, сейчас наблюдаются, и это еще больше, ну, скажем так, вверяет, что называется, современных последователей в то, что, да, это были знающие, поэтому сомневаться в том, что они говорят, что они делают, что они проповедуют, нет необходимости. То есть, наоборот, надо в это очень серьезно веровать. Ну и, соответственно, якобы они обладали целительскими такими особенностями и способностями. Они могли сказать или рассказать о том, какой условно набор там, как говорится, растительной и прочей природы там, элементов, если там применить, употребить в определенный день, момент и так далее, можно излечиться от той или иной болезни. То есть вот эта мистика, эти особенности, которые, это уникальные, на взгляд последователей знания, как бы уже накладывали такую особую характеристику этому суфизму и этим шейхам. Ну а сам ритуал, естественно, также ну, как бы дополнял этот мистицизм. То есть достаточно было огромного количества людей участвовать в таких вот очень активных ритуальных практиках, которые создавали очень атмосферное такое пространство. И люди иногда просто теряли даже в какой-то момент рассудок, не могли владеть собственным телом, как будто бы это происходило уже синхронно на фактически автомате, да, и это состояние их как бы приближало к мистицизму. То есть сами ритуальные практики. Если вы вспомните турецкий суфизм, то он часто у нас ну, в визуальном таком восприятии предстает как дервиши, которые тоже совершают циклические вот эти вот значит, движения, только вокруг собственной оси, если помните, да. И вот это состояние, оно тоже идентифицируется как состояние экстаза, потому что человек просто фактически растворяется в этом состоянии и растворяется одновременно якобы в божестве, которому он поклоняется. Атмосферность этого состояния придает, естественно, в целом антураж, поэтому антуражу придают большой смысл, поэтому это часто все происходит, когда смеркается, когда на улице темно, когда помещение достаточно глухое, когда в нем используется ритмика телодвижения, музыкальное самозвучание, музыкальные инструменты. Это и придает дополнительно вот эти ощущения мистицизма, происходящего вокруг и внутри самого вот этого замкнутого кольца. Поэтому мистицизм здесь можно определить именно таким понятием. Вера в то, что навыками, определенными знаниями, глубокими, тайными, сакральными обладает сам шейх и сам процесс ритуаловой практики. Да.
Кстати, насчет, если вы позволите вопрос, насчет инструментов, я знаю, что некоторые течения все-таки запрещают. Да. Вот, например, если брать условно, там, в ингушском суфизме редко когда используются музыкальные инструменты. Вот, например, тот самый обряд зикра, ритуал, кстати, зикра, который я наблюдала, о котором я говорю, он был именно за счет приглашенных из Чечни, приехали сюда суфии, которые с собой вместе привезли вот эти огромные бубны, да, и во время этого зикра совершали еще вот этот вот актив музыкального сопровождения. И это приводило еще больше такой антуражности. Единственное, что накладывало некий отпечаток, то, что это средь бела дня, и это в открытом пространстве, потому что это был двор как раз шейха Батылхаджи Белхароева, у них огромные такие поместья, назовем это так, и внутренний дворик был круглый, и это очень удачно сопровождалось возможностью совершения такого классического, значит, замкнутого кольца, этого зикра. И мы со второго этажа наблюдали. Действительно, энергетика есть. Ну, достаточно чего? То, что взрослые, здоровые мужчины своим тембром голоса, с эмоциональным эмоциональным сопровождением совершает вот такое очень громкое мероприятие, и это, конечно, впечатляло. Это еще был, ладно, я человек, который с этим сталкивался не раз, если это меня впечатляет, представьте, какими впечатлениями заразились на тот момент те, кто приехали на это памятное мероприятие, на эту конференцию. Там было очень много иностранцев, был 2011 год, и до сих пор они помнят вот эту атмосферность. Поэтому, да, и в целом увидеть такую картину, я думаю, что отдельное удовольствие, как говорится. Этнографично. Да, это этнографично, да, совершенно верно. Спасибо. Пожалуйста, еще вопросы? Если я позволю задать несколько конкретных вопросов. Ну, первый вопрос. Скажите, пожалуйста, если я правильно понимаю, кроме суфистов, в суфе, в Ингушетии есть и последователи ортодоксальных ислама. Суннит или Ахлюсуна валь-Джамаата, да. А какова доля тех и других в общей численности? Вы знаете, я вот была Да, я поняла ваш вопрос. Вот я была в двух этнографических экспедициях сейчас летом и общалась с большим количеством людей, и с ингушами, которые живут в пригородном районе, который сегодня относится к Северной Осетии, это колыбель ингушской цивилизации, и к той территории, собственно, которую мы называем Ингушской республикой. У меня сложилось впечатление, что сегодня в меньшинстве остается последователи суфизма среди молодого поколения. Почему? Да. Потому что приверженцев зикра все меньше. Люди, когда обсуждается вопрос похоронно-обрядовой практики, все меньше приветствуют вот эти зикры во время ритуальных обрядов, все меньше привязаны к конкретным традициям, которые, в общем-то, сопровождают этот процесс. Ну, там раздаточный, как говорится, милостыня, вот это вот, значит, сбор людей в месте, где происходят похоронные обряды, когда накрываются пышные столы и тому подобное. Это все воспринимается как очень серьезное противоречие традициям чистого ислама, что это не должно быть, люди должны просто переживать и за покойного, то есть просить его в молитвах, а не наслаждаться накрытыми пышными столами и так далее. То есть вот это вот такое сопротивление вот той традиции, которая сложилась, но нужно понимать, что до этого одна из важных составляющих ингушей была именно гостеприимство. Даже врага в доме, кровного врага в доме, если он оказался в этом доме, его принимали как самого дорогого гостя. Пределы этого дома – это его была безопасность, даже когда он находился там, где, собственно, его кровные враги. Но за пределами этого дома гостеприимство завершалось, да, и кровная месть могла быть реализована в полной мере. Поэтому гостеприимство, оно и предстает перед нами как, условно, создание максимально благоприятных условий. Это накормить гостя, проводить гостя, уложить гостя и так далее. Там очень много нюансов. И те, кто приходит на поминки, они также воспринимаются как гости, поэтому элемент гостеприимства включается сразу же, прежде всех остальных каких-то традиционных аспектов. И по этой причине очень сложно выдворять, назовем это так, вот эту традицию в противовес тем взглядам и новым, скажем так, убеждениям, которым следует наша молодежь, условно, сейчас. Спасибо. Еще такой вопрос. Вы
вначале сказали, что ислам сравнительно относительно недавно Утвердился. утвердился, да, сравнительно недавно душей, и что до сих пор, вы говорите, сохраняется обычное мусульманское право. Скажите, пожалуйста, в контексте того, что мы видим в средней части русских, и особенно среди некоторых народов побуже, то, что называется неоязычество. Вот таких проявлений среди ингушей нет. Нет тех, кто говорит, что это наша истинная вера, это доисламская, да, ну, вы понимаете, что это. Замечательный вопрос, спасибо вам за этот вопрос. На самом деле, здесь ответ однозначный. Вот совершенно к этому нет тяги, но есть очень актуализирующаяся роль этнической культуры. То есть почему? Потому что глобализационные процессы мимо Ингушетии, как и мимо России в целом не проходят. Они здесь, естественно, проникают, там, ценности западноевропейской традиции частично проникают. И это все в глазах подрастающего поколения начинает восприниматься как угроза этнической культуры, этнической идентичности. И в контексте этнической идентичности вопросы о том, что совершать какие-то, допустим, коллективные походы к священным местам, например, Столовая гора – это, в принципе, очень значимое место для ингушской религиозной традиции, но сегодня ингуши, когда поднимаются на Столовую гору, там, где были в свое время расположены не 3 даже упомянутых в источниках, а на самом деле 4 древних храма, где, собственно, совершали жрецы свои ритуалы, обряды, сегодня эта традиция сохраняется для того, чтобы, ну, скажем так, уважить тот самый путь паломничества, который совершали предки. Да? Это привязка именно к этнической культуре. Но при этом здесь никакие языческие там, ритуалы, обряды никто совершать не будет. Более того, я уверена, что наоборот укладывается коврик, настилается тот самый, да, намазанный коврик, берется омовение у местных родников и ручейков и совершается молитвенная практика, типичная для исламской традиции. То есть правильно ли я понимаю, в том случае, что сегодня ингуши не ассоциируют свою этническую традицию с языческими, условно говоря, верой? Нет, нет. Потому что исторически, естественно, она с ними связана. Конечно. Я более того скажу, что... То есть как бы инкорпорировали исламскую культуру как часть своей современной этнической. Да. И я даже не представляю себе, что такое в целом возможно, что какие-то неоязыческие верования здесь распространяются. Я, кстати, хочу подчеркнуть, что язычеством сложно назвать доисламскую религию ингушей. Да. Ну, это я сейчас просто подчеркиваю, да. Потому что там, чем больше начинаешь изучать этот вопрос, тем больше убеждаешься в том, что выделение одного божества в таком очень своеобразном пантеоне, где в основном все остальные выполняли роли святых, уже определяет такой очень серьезный характер, значит, народной религии, которая была достаточно приближена к монотеизму, и, наверное, по этой причине ислам очень хорошо накладывался на народные религиозные представления. Вот всем известен факт в народной такой среде, что последний жрец, известный как практикующий жрец Элмаз Хаутиев, он еще в начале 20 века продолжал свои ритуальные языческие практики, назовем их так, да, но при этом буквально-таки перед тем, как его не стало, он умудрился все-таки совершить хадж, вернуться, тем самым хаджи, вот эта приставка всегда фигурирует по отношению к тем, кто совершает паломничество, и продолжить свою деятельность уже не как жрец, а как уже, собственно, там, имам или мулла, как угодно это можно обозначить. То есть даже в начале 20 века. Последний вопрос, если позволите, такой конкретный исторический. Вы сказали, что Шамиль не пользовался авторитетом среди ингушей. Да. А почему? Потому что он сам не был ингушом? Нет, его учение, оно не нравилось учение, не нравилось насаждение религии через силу, через какой-то агрессивный элемент. Это, как, в принципе, сегодня наблюдается. Ингуши вообще не воспринимают инструмент силы никаким образом. Поэтому и авторитета среди ингушей таковых нету.
То есть имеется в виду какие-то угрозы извне, допустим, какая-то критика извне, или тот же самый глава региона, когда он выходит в народ. В соседствующих регионах всем известно, как боятся главу региона, и перед ним фактически могут расстилаться там, не знаю, представители местной этнической культуры. В Ингушетии ни глава региона, ни министр, ни кто-то еще не будет авторитетом до тех пор, пока он не выполняет ключевые свои обязательства перед этим народом. То есть это интересы народа. Это, соответственно, быть близким к народу и так далее. Наверное, по этой причине достаточно было активного движения, митингового движения 2018 года, чтобы снять Юнусбека Евкурова с его руководства региона. Да. Нельзя сказать, что он очень сильно, так сказать, пострадал. Он не сильно пострадал, но есть... Я согласна. Я согласна, но есть одно очень важное «но». Ингуш, где бы он ни оказался, он остается ингушом, понимаете? И для него, когда он является представителем очень локальной этнической культуры, и всегда есть эта тесная связь с этнической вот этой составляющей, ему всегда будет очень некомфортно там, где его в свое время изгнали. Поэтому здесь этот фактор будет выступать наиболее ярко выраженно. Да. Эта идентичность остается, куда бы он ни делся, даже если он будет где-нибудь в космосе. Спасибо большое. Коллеги, еще есть вопросы? Или мы можем перейти к вопросам? Я извиняюсь, Санал Пафуган, магистрская программа «Мусульманские миры в России». Просто хотелось бы исключить некоторые оговорки в ходе выступления как представитель, собственно, Хаджимури не верят в воскрешение. Но это помимо оговорок. Хаджимури не верят в то, что сразу дана долгая жизнь. Это разные понятия. Я поэтому сказала в народе. И второй момент, что была упомянута идея хулюга иттихад, слияние и так далее. Хаджимури это не исповедует. Спасибо. Это с точки зрения трактовки вы имеете самой суфийской традиции, это возможно так, но дело в том, что те, кто являются последователями, не всегда сильно компетентны в самом содержании религии и религиозных пояснений. Поэтому здесь должен быть нюанс. То, как это практикуется в народе, тем более с течением времени, очень много утрачено как навыки и знания. А с другой стороны, сегодня это все совершается, я поэтому подчеркнула, автоматически. Потому что это делали до вас или делают это в процессе. Нет, изначально еретическая позиция хулюга иттихад, она не была характерна для хаджимуридов, потому что утвердился ашаритский калам, большая часть мол, которые в Ингушетии были, они так или иначе были ашариты. А позиция ашаритской школы, позиция хулюга иттихад, которая приписывается суфизму, в таких архаичных монографиях, она является еретической. И я на 100% уверен, что даже самого необразованного хаджимурида взять, то он хулюга иттихад не будет исповедовать. Еретическое по отношению к кому? Еретическое по отношению к установившейся в Ингушетии традиции ашаритского калама. Угу. Возможно. Спасибо. У нас получилась большая дискуссия, что, может быть, не очень понятно, не посвященных тем, но тем не менее сам по себе очень интересно и дает представление глубине самого явления, которое сегодня собой речь. Это всегда уместно, когда, имеется в виду то, о чем сейчас говорит коллега, когда речь касается компетентности. То есть если, допустим, последователь действительно компетентный, мы еще не должны забывать, что, да, есть те, которые глубоко изучают, допустим, содержание смыслов, да, того самого суфийского ордена или тариката, это одно дело. Но большинство сегодня совершает просто сам зикр, не сильно постигая какие-то нюансы, тайны, содержания, смысла. И в этом, прежде всего, разница. И действительно, из-за того, что есть альтернатива, которая очень активно распространяется через другую часть населения молодежи, есть убеждение в том, что компетентность все меньше и меньше в этом вопросе. То есть имеется в виду, что все практически совершается по принципу «это делают остальные, я делаю точно так же». А вот глубинные смыслы, почему именно этот тарикат, или с чем это связано, только какие-то условно единицы могут быть в этом глубоко просвещенными. Это проблема в том, что сегодня обучение этому знанию происходит отрывочно,
Потому что в целом любые коллективные начала, особенно в 2000-х годах, воспринимались как угроза в целом там, стабильности региона и так далее. Поэтому некоторых, условно обозначая последователями там, не знаю, радикального или там, нетрадиционного ислама, могли ликвидировать как предполагаемых боевиков, а по факту своему они были последователями суфизма. То есть такие заблуждения, такие ошибочные моменты, они имели место быть, это не исключает. Но чем больше чем больше и глубже мы изучаем, естественно, конкретно суфийское общество, орден и смыслы, вот тогда тогда можно говорить о компетенции тех, кто участвует, соответственно, в определенных ритуальных практиках или наоборот, просто умеет трактовать все в верном направлении. Но я сразу скажу, что пояснение или у меня были дебаты относительно этого случая, когда просили объяснить, почему же все-таки такое вот это мистическое, почему почему агрессивно воспринимает последователи кадирей, когда говорит, что условно Кунда-Хаджи умер, вот сам факт того, что умер, воспринимается весьма радикально. Но опять, когда начинаешь объяснять, ну как же так, вы же можете понять, что речь идет о человеке, который реально существовал, что наверняка с течением такого долгого времени его не стало. Но потом появляется, условно, миф и легенда о том, что его где-то видели в Африке, где-то видели, не знаю, там, в Азии и так далее, и так далее. То есть вот этот вопрос, он очень тонкий. И когда о нем говоришь, особенно в среде верующих людей, искренне верующих в этот тезис, можно, ну, в общем-то, пройтись по острию ножа. Поэтому надо быть аккуратным. Я бы хотел дополнить. Вера, то, что хаджи, ну, что ему дана долгая жизнь, она проистекает из какого-то народного предрассудка. Это возвращается к книге, есть такая книга Хаким Термизи, известный Хатм Вилаев. Это 10-8 век, где он рассматривает такое понятие, как печать святости. То есть есть понятие печати пророчества, да, и есть понятие печати святости, Хатм Аулия. Соответственно, образованная часть хаджи-муридов, ну, если мы говорим про Ингушетию, там Яки Умар, Гаскиев, или Барахоев, Осман, или, например, чеченцев, Саид Ахмад Гараев, или в Дагестане, соответственно, Тайбуллах Раци, ну, много там богослов. Они связывали идею долгой жизни хаджи, соответственно, не с народными предрассудками, а с идеей печати святости. И апеллировали к хадису, который, это достоверный хадис, сборниках он приводится: не наступит судный день, пока на земле будет человек, повторяющий Аллах, Аллах. Или в другой передаче ля иляха илляллах. Соответственно, вот вера хаджи-муридов, то, что хаджи живой, она связана с этим. Она не проистекает из народного предрассудка. Тот же, например, ну, не хочу называть, один из тех, кого позже там тоже стали устазами считать, его когда спрашивали, например, ты веришь, что он вернется? Он, например, говорит, нет. То есть это о чем? Он вроде был его муридом, он был сподвижником, но он не верил. Это с чем связано? То, что само поле народное, да, вот, ну, такой очень общий термин, поле народной фантазии, да, оно на самом деле не предполагает спонтанное появление идей, что некий человек, он будет вдруг обладать долгой жизнью. А до Хаджи-Листани людей много ссылали, и после него много ссылали, но идея сама, то есть поле народной фантазии, она не порождала. Соответственно, эта идея, она взята из академического поля, то есть исламского академического поля, имею в виду. И, ну, еще раз подчеркну, хаджи-муриды, они не верят в воскрешение, они верят в возвращение. И там очень много, да, назвов, там, да, он Говору, да, Хочуру и так далее, но там не говорится, что воскреснет, то есть он живой. Для хаджи-мурида он актуально живой. О чем мы речь? Вот я поэтому говорю, вот в народном представлении это одна картина, понимаете? Я сейчас объясняю с точки зрения бытования вот самого феномена. Если мы говорим об академической науке, то, в принципе, понятно, что человека нет живых. То есть тут даже гадалки не ходи, что называется, понятное дело. Другой вопрос, когда мы говорим воскрешение, это было такое аналогия с понятием там, явления Христа народа, условно, да? Но здесь речь идет о том, что предполагается в народе, просто я же не просто говорю, вот здесь нестерское селение, там Умарово. С ними я обсуждала этот вопрос, например, да, там в далеком 2015 году.
Они, да, они говорят, что нельзя так говорить, что человека нет условно, да, что его там миссия условно выполнена в определенный период, что они верят в то, что он не умер, что он Ну, жив. это вообще не захожу позиция. То вот о чем и речь? О чем и речь? Речь об этом. Просто Поэтому я и говорю меня о вот этот момент дуализме. смутил, то, что воскрешение это уже получается, ну, другое понятие онтологически. Ну, речь идет о том, что он не умер в сознании, да, вот, речь это дуализм, бытование, скажем так, принципов, да. Спасибо, Маша. Давайте, наверное, обратимся к Zoom. Давайте обратимся. И сейчас, соответственно, вам будет доступен чат. Да. Пожалуйста. Да. Я, правда, не знаю, там надо в самое начало пролистать, там приветствие, там вот чуть ниже. Так. Ага. Вот. Я бы тогда зачитываю вопрос, да? Да, зачитывайте, чтобы на записи было понятно. Так, один из вопросов относительно понятия ВИРТ, как институт был органическим продолжением доисламской общины или инновации ислама. Просто соображений, вопрос отвечать не обязательно. Какое влияние оказало на регион Персия, Османская империя или другие игроки на рубеже веков? Хороший вопрос, но я все-таки отвечу по поводу понятия ВИРТ. Я уже упомянула, что это все-таки такое, знаете, наложение на коллективизм, который существует вообще в северокавказской культуре, поэтому ВИРТ очень хорошо соотносится с этим, как с традиционными началами, скажем так, коллективизма. Поэтому, да, это имеет место быть с точки зрения традиции доисламской, но при этом с распространением ислама, особенно суфийской, его характера, это очень удачно накладывается. Поэтому этот момент у меня был упомянут в самом конце. Какое влияние оказывала Персия, Османская империя и так далее? Ну, надо сказать, что, скорее всего, Османская империя, возможно, не сильно, так же, как и Персия, накладывала свой отпечаток. Скорее всего, все-таки здесь долгое время ингуши жили в некой своей локальности и находились под влиянием внутренних инструментов, оказывавших свою вот эту вот, собственно, процесс диффузионизма внутри общества. Но на территории указанных регионов, собственно, представители местного населения и сами были, и до сих пор продолжают в этих регионах присутствовать, но получают образование преимущественно, как я уже сказала, в том же самом Египте и Сирии. Поэтому не могу сказать, что влияние было серьезным, единственное, за исключением периода, когда представители ингушской национальности вынуждены были мигрировать в Турцию, и сегодня там есть небольшие такие, даже не общины, а, наверное, представители фамилий, родов, которые здесь проживают, подверглись, естественно, турецкому такому, значит, характеру культурному, изучили турецкий язык, очень долгое время здесь, так называемые мухаджиры, да, очень долгое время здесь сосуществуют, и буквально сравнительно недавно, по-моему, это даже недели-две назад, они приехали делегации в Республику Ингушетию, и там, в общем-то, вновь оказавшись в культуре этнически своей, делились своими впечатлениями и так далее, и так далее. То есть, да, вот эта связь была, но она была вызвана тем, что в определенный период времени христианизация была достаточно такой агрессивной второй волной, и это вынуждало ингушей покинуть этот регион, и ожидая то, что Турция их, как, в общем-то, страна, которая, Османская империя, как страна, которая также является исламской, принятой, радужной, и, соответственно, здесь у них все состоится в лучшей степени, столкнулась с очевидной картиной того, что не сильно их приветственно здесь ожидали. Поэтому память историческая это все хранит, но часть населения все-таки осталась там и проживает там, и под влиянием Турции приобрела новые свои, условно, культуроочертания, и нередко они стараются поддерживать связи с Ингушетией, и ингуши с ними приезжают туда и, наоборот, оттуда в регион. Поэтому связь очевидна, да. Вот. Так, теперь, подскажите, пожалуйста, вы упоминали галгайские общества, уточнили Кистов и Карабулаков. Какие еще общества были? Также сейчас Кистов, Карабулаков выводят либо в отдельные этносы, либо приписывают соображения некоторых источников людей. Можете, пожалуйста, пролить свет на эту часть? Ведь если эти сообщества были ингушскими, то они могли влиять и интегрироваться в другие культуры и другие народы, в том числе привнести культуру и суфийскую традицию и прочие важные аспекты
Народ, ну да, вопросов тут очень много. Единственное, скажу, что кисты везде, во всех, скажем так, картографических данных выступают именно представителями галгайских обществ. То есть они говорили на ингушском языке, они строили такие же типичные ингушские башни, типичное каменное зодчество им было характерно. Они оказывали влияние в целом на этногенез других культур, но при этом оставались локальной ингушской культурой. Поэтому относительно кистов нет никаких ни исторических, ни каких-то других сомнений. Также к этим обществам относились дзурдзуки, всем известные, гевры так называемые, ну и те общества, которые я упомянула до этого, то есть те же самые карбулакцы, джираховцы, значит, и многие общества, которые проживали в горной местности республики. Те же самые фяпи, которые сегодня находятся на стыке границы с соседствующими регионами. Ну, знаете, тут самый главный фактор – это, во-первых, материальная культура. Она очень четко очерчивает границы проживания галгайских обществ, и тому свидетельство огромное количество памятников там, где проживали кисты. Поэтому, да, кисты относятся конкретно, это неоспоримый факт, и никакой связи с другими культурами кисты не имеют, как только с галгайскими. Да, запись, по поводу записи вижу. Так, какое музыкальное сопровождение зикра имеется в виду? Здесь имеется в виду конкретно музыкальные инструменты. Я буквально на некоторых слайдах это обозначила. Были еще струнные балалайки, которые использовались для того, чтобы создать некоторую ритмику. Но опять нужно отметить, что та культура, в которой были эти инструменты условно исконно, они как раз-таки использовались в большей степени. А поздний период, когда уже были, естественно, проблемы с тем, что сохранность материальной культуры оказалась в таком очень плохом состоянии, это было вызвано депортацией народа в 1944 году, последующих возвращений, это, естественно, потеря очень большого комплекса материальных элементов привело к тому, что уже в меньшей степени становятся популярны музыкальные инструменты в суфийской традиции в том числе, да и, в принципе, исполнять какие-то песни и бурно отмечать какие-то мероприятия в связи с трагедией, которая была общенациональной, общенародной, было некоторое время, конечно же, не принято. Да? Поэтому это постепенно выводит из суфийской традиции использование музыкальных инструментов. Но условно в соседствующем регионе, в Дагестане и в Чечне музыкальные инструменты остаются до сих пор очень популярными. Но используются те самые условно барабаны, которые вы видели на слайде, да, и они создают определенный ритм, определенное настроение во время зикрских практик. Да. Далее, это так. Не специалист совершенно, только слышал, что мусульмане разделяются на суннитов, шиитов. Как данное течение коррелирует с суфизмом? Да. Значит, дело в том, что суфизм существует практически исключительно только в суннизме. Да, действительно, самое первое разветвление в исламе происходит между шиитами и суннитами. При этом большинство современных верующих мусульман относятся к суннизму. Да? То есть 90% фактически, ну, по крайней мере, об этом свидетельствуют некоторые исследования, это последователи ислама, это сунниты. Шииты у нас проживают на территории Передней Азии, в основном это Иран, частично Ирак, да, значит, Таджикистан, Азербайджан, как известно, та часть, которая прилегает близко к Дагестану, к Азербайджану, то есть некоторые этнические группы, это носит такой достаточно локальный характер, и к шиизму вполне можно относиться как к некоторому такому сектантскому характеру, наверное, в исламе, не очень приветственным суннитской традиции в целом. Поэтому я думаю, что шииты бы с вашим определением не согласились. Совершенно не согласились бы, да, но судя по практикам, которые они ввели сюда как некое нововведение, как вид, отчетливо это прослеживается. Поэтому скажу, как вижу, как религиовед. Ну и понятное дело, что суфизм у нас появляется именно в суннитском течении, да, поэтому я уже обозначила, что ингуши сунниты, и в последующем вот это вот происходит дополнение. Так, по поводу Магаса и Назрани. Имеется институт или исследовательский центр по изучению суфизма, кафедра исламской теологии. Ну, скажем так, что как таковой суфизм, наверное, глубинно изучается здесь там, по каким-то локальным инициативам, скорее всего. Есть исламский университет, там изучаются базовые принципы, значит, чтения арабского текста, коранических смыслов.
по большому счету, но я думаю, что глубинного такого суфизма здесь прям отдельных кафедр не наблюдается. В принципе, тут единственный существует Оренбургский государственный университет, там нету ни кафедры религиоведения, но я могу ошибаться, возможно, частные какие-то практики, они имеют место быть, да. Скорее всего, как я уже сказала, те ученые, которые, как уже было сказано правильно, те ученые, которые здесь упомянуты как специалисты в этой области, просто являются локальными случаями, передающими эти знания, как было обозначено по силе от Мюршида к Мюриду. Так, еще вопрос. Как тогда ингушам соблюдать этот баланс между этническим происхождением и духовными практиками? Ведь не может быть такого, что этнос, которому несколько тысяч лет жил и выживал, вдруг стал неправым и отказаться от культуры. Арабизация не равно исламизации и исламу. Ведь есть свои национальные костюмы прекрасные, которые также могут выступать одеждой для тех, кто хочет соблюдать религию или другие тонкие и важные моменты, которые никак не противоречат исламу. На самом деле, если мы возьмем в основе своей институт традиций и обычаев, который существовал до исламский период, как я уже сказала, он ни в коей степени не противоречит условно исламской традиции. Одежда была закрытого типа, достаточно лаконичная, всегда присутствовал у женщин головной убор, как если мы говорим об исламской традиции, который покрывал волосы, закрывал те части, которые и в исламской традиции воспринимаются не рекомендуемые для там, лишних глаз, да, что называется. Традиции кровной мести, традиции, значит, заключения брачных союзов, родства и так далее не противоречат исламу, они наоборот очень лаконично сосуществуют, поэтому шариатский, скажем так, закон, он очень хорошо накладывается на адатное право. Единственное, если мы говорим об исламской традиции или арабо-мусульманской традиции, стоит четко все-таки локализовать. Ислам не есть исламская культура не есть арабская культура. Арабская культура – это культура, которая возникла, существовала и бытовала до проникновения ислама в VII веке на территорию Аравийского полуострова, да, фактически. Поэтому, если мы говорим об исламе, то в исламе есть четко обозначенные моменты, которые может следовать человек вне зависимости от той этнической культуры, к которой он до этого принадлежал, и этнической особенности, к которой он следовал. А вот арабизация, да, это наносит очень серьезное увечье национальной культуре. И я считаю, что этот феномен сегодня накладывает деструктивный такой характер на культуру народов всего Кавказа в целом, особенно там, где реисламизация в конце 90-х, начале 2000-х годов носила агрессивный характер. Да. Поэтому я считаю, что не есть правильно. Так, по поводу, укажите, пожалуйста, есть ли типично суфийские комментарии к Корану? Так, и по поводу, спасибо за эту тему, у Льва Николаевича Толстого есть повесть Хаджи Мурат, там что-то было прям мюридизм. Так, по поводу мюридизма, да, мюридизм это стало отдельным течением, но мюридизм было популярно одновременно с упоминанием так называемого магометанства, потому что долгое время в источниках XIX века, если мы поднимаем тексты, там часто упоминается именно магометанство. То есть не пишет ислам, не пишет условно там, последователи Мухаммада, а именно пишет Магомеда, магометанство. А мюридизм это стало таким ярким пятном в истории Кавказской войны и вплоть до пленения Шамиля. Это явление очень тесно было связано с его именем. Это стало брендом, назовем это так, на современный манер, да, того периода национально-освободительного движения горцев. По поводу упоминания суфийских комментариев к Корану. Я не очень поняла вопрос. Есть ли типично суфийские комментарии к Корану? Не могу сказать. Единственное, очень тесно связано, я просто вопрос не сильно поняла, но речь идет о зикре, и зикр действительно упоминается. Дело в том, что понятие зикра в дословном переводе фактически определяет многократность повторения каких-то очень важных сакральных формул. Да? И зикр упоминается и в жизнедеятельности, и в описании пророка Мухаммада, и поэтому многие суфии говорят и утверждают о том, что зикр не является противоречием. Но зикр в той форме, в которой он исполняется как ритуал, а не когда мы просто проговариваем это условно, да, там, не знаю, в неком подсознательном и прочем характере, это немножко другое.
И, конечно, когда речь свидетельствует, вернее, речь идет о том, что это отображение, условно, каких-то действительно активных мероприятий, то, что не вписывается в эпоху событий VII века, это воспринимается категорично. То есть то, что надо совершать зикр именно таким образом, в кармическом тексте не имеет места. А само понятие зикра, оно, как говорится, характеризуется. Поэтому я вопрос не сильно поняла, но возможно, что я ответила так, как было бы. Угу. Я не уверен, что я его правильно понял, но в любом случае у меня возникает, так сказать, вопрос, насколько это вопрос. То есть насколько, в принципе, когда вы говорите о зикре, да, вы говорите о религиозной практике. Да. Я понимаю, естественно, что разделить практику и вероучение, это уж достаточно искусственно, на самом деле, так сказать, взгляд извне религии. Вот. Но тем не менее, видимо, здесь имелось в виду суфийский комментарий к Корану как тексту, да, вот, очень славятся, скажем, мусульманские ученые, да, правоведы и так далее. То есть комментарий к вероучению. Насколько глубока традиция суфийских комментариев к Корану как к книге, излагающей. А это не исключается, конечно, потому что в основе все равно лежит канонический текст. Единственное, именно вот эта мистическая практика и сами ритуальные обряды. Дело в том, что сам суфизм возникал как философское учение, поэтому оно и популярно, там, условно, на территории Средней Азии. Оно сейчас активно проникает на территорию там, Северной Африки. Да. И помимо этого на Ближнем Востоке получила свою популярность. У нас есть очень много упоминаний ученых, поэтов, писателей, которые относили себя к суфизму. То есть, по большому счету, это, конечно, философия. Философия – это мышление, это новый совершенно взгляд на уже сложившуюся исламскую традицию, которая, возможно, воспринималась в те годы, когда она возникала, действительно достаточно так радикально, но в последующем, судя по тому, как оно стало проникать в сознание все большего количества мусульман, воспринимается как такое, наверное, вполне гармоничное явление. Но, конечно, отсылка делается на Коран. Если вспомним мы известные выражения того же самого, значит, Хайяма, Руми и так далее, у них очень много отсылок к кораническому тексту, и, возможно, обыватель, вернее, трактует это несколько не так, как хотел передать сам автор. То есть там понятия, которые упоминаются, они несоотносимы со смыслами, которые придавал конкретно поэт. То есть там есть такое упоминание в интерпретации, в последующем экспертов и специалистов в этой области. Так, по поводу описывается понятие кяфир или гяур в суфизме, да, есть такое, очень часто упоминается это понятие, относится оно к такому, ну, если перевести дословно, это неверный язычник, я бы сказала, это понятия, которые очень часто сосуществуют с другим понятием периода джахилии, то есть неверие, люди, которые могут, скажем так, благодаря своей бурной фантазии накладывать какие-то новые смыслы, образы, там, не знаю, в трактовку коранического текста или в традиции обряда, существующие уже в исламской практике. Вот таких людей воспринимают как вот неверующим, которые вот вносят свои корректировки. Как-то так в Божье Слово может человек, не обладающий абсолютным знанием, да, вносить свои какие-то комментарии, и это уподобление действительно, что называется, к человеку неверующему или злоумышленнику, что называется в современной трактовке. Дальше идет вопрос интересный. Если авторитетный понятийный словарь суфизма на русском языке, наиболее важно толкование на арабском языке? Так, хороший вопрос. На самом деле он действительно актуален. Это человек, для которого, скажем, родной язык русский. Да? У него есть возможность ознакомиться с основными понятиями суфизма на русском языке? Есть хорошие работы. Вот как словарь сам по себе я такой не встречала. Что вы посоветовали прочитать на русском языке? Да. «Мир исламского мистицизма» Анне Мари Шемель, вот автор. Один из самых идеальных авторов с точки зрения того, что огромный был собран объем материала. Это такая западноевропейская традиция трактовки. Она более компактная, более, ну, скажем так, когда сторонний человек наблюдает за ситуацией, как-то ее пытается обосновать путем долгого изучения и исследования, мне кажется, это наиболее приемлемо. Из наших отечественных, условно, исследователей можно поднять работы Ярлыкапова Ахмета Аминовича, можно поднять работы Аликберова
по-моему, сейчас он как раз в Институте востоковедения РАН, у него есть труд, называется «Суфизм на Кавказе». Да, директор института сейчас, да, он до этого возглавлял отдел Кавказа, если память не изменяет. Да, у него есть прям локальные работы, посвященные суфизму. Вот я бы так сказала. У Бобровникова есть много работ, посвященных в том числе, да, суфийской традиции. Это из того, что сегодня в каком-то пояснении, значит, там, бытования суфизма сейчас и как-то соотносится с понятиями. Чтобы был локальный словарь, я не встречала. Да, потому что там не так, скажем так, богатый, как говорится, пантеон терминов, понятий. Есть ключевые, о которых я сегодня упоминала, но опять они соотносимы еще с практикой местности, где они функционируют. Например, какие-то термины уместны будут там в северокавказском суфизме, но будут неуместны, допустим, там в турецкой версии суфизма, да, или среднеазиатской. Поэтому здесь тоже надо коррелировать. Этнические языки, они накладывали отпечаток на термины и понятия. Вот, эта особенность, да, она имело место быть, как правило. Так, было ли соприкосновение Шамиля с ингушами, как это происходило? Ведь, судя по источникам, Шамиль именно нападал на племена и пытался навязать религию. Ну, я об этом сказала, что попытки были, и отпор получал Шамиль тот еще достаточно серьезный, но какая-то часть, собственно, болгарских обществ принимала, скажем, участие в Кавказской войне, это отменять нельзя. Но то, что это носило условно тотальный характер, мы это не можем обнаруживать фактически по источникам. То есть тот факт, что общество, где ингуши жили обществами, вот этот момент, он и осложняет изучение этого вопроса. Так же, как я говорила о том, что, да, допустим, окончательная исламизация ингушей происходит там условно в конце 19-го, начала 20 веков. Почему? Потому что шла поэтапность. В зависимости от того, какие общества были более контактными, какие были менее контактными. Те, кто жил в горной части, возможно, отличались, невозможно, отличались от тех, кто жил на плоскости. Кстати, это и до сих пор наблюдается. Вот если обратить внимание, допустим, бытование национального языка в лучшей степени наблюдается там, где в основном ингуши живут в условиях там предгорной части. Да, у них гораздо более он такой, знаете, практикуемый даже в литературной близости своей к языку, а не такой бытовой уровень, который в основном характерен для плоскостной части. То есть эта особенность до сих пор сохраняется. Да. Какой термин для слова «душа» в суфизме? Если исходить из греко-латинской традиции, то есть термин да, ну, слово «психология» происходит от этого понятия «душа», да, потому что психология, например, это наука о душе, изначально была если мы возьмем период античности, по крайней мере, по Аристотелю, это упоминается в гуманитарной науке. Есть ли такой термин в суфизме? Так, по поводу сочинений Шамиля. Такой есть да. термин для слова «душа»? Душа. Рох. Возможно, Рох. Рох, да. Возможно, есть, но я вот не могла бы сразу вспомнить. Спасибо. Да. Спасибо. Так, теперь сохранились ли архивные документы проповеди Муллы-Мушетти для проведения исторического анализа? Вот есть одна большая проблема, потому что суфизм, когда проникал, фактически, как я уже сказала, это 19 век, и утверждение ислама, когда происходило, то это сопровождалось очень печальными событиями, о которых я упоминала. Это, значит, и революции, которые коснулись ингушей, в том числе в начале 20 века, это события депортационного периода и так далее, и очень много всего было растеряно, к сожалению. Но я хочу сказать одно, что, наверное, самое качественный материал относительно суфийской традиции на Кавказе сохранился в Дагестане. Потому что, во-первых, арабский язык был здесь широко распространен, арабская письменность практиковалась повсеместно, даже в лучшей степени, чем письменность на национальных дагестанских языках. И когда мы обращаемся к суфизму, лучше всего обращаться к источникам, которые сохранились в Дагестане. И дагестанцы не были депортированы, как известно, да, поэтому у них не было такого прерывания передачи знаний, потери документов, источников. И у них очень много трактатов, которые были составлены именно здесь, на этой территории. Я уже молчу о том, что Дербент считается не просто древнейшим городом, да, а, собственно, местом сосредоточения, появления, упоминания сахабов или асхабов по-другому, да, это
подвижников пророка, его последователей, которые специально целенаправленно оказались на территории Прикаспия и здесь продолжили свою проповедническую деятельность. То есть у них была миссия действительно исламизировать это население, и, судя по всему, по итогам им это неплохо удалось. Здесь погребение имеет место быть, поэтому Дербент считается в этом смысле, в том числе, священным городом, и крепость там носит определенный смысловой характер. И, соответственно, если мы ищем источники, какие-то упоминания и прочее, в лучшей степени это находится здесь. Если мы говорим о движении суфизма на территории Ингушетии, то здесь очень хорошо работает историческая память. То есть фактически это передается через образы, символы, значения, смыслы, рассказы, возможно, которые воспринимаются как несколько мифологичными, но тем не менее это события недавнего сравнительно времени, то есть если мы берем там столетия, да, и это хорошо сохраняется через призму передачи из поколения в поколение. Вот если мы так это трактуем. Так, известный ученый Крупнов в труде «История ингушей» писал, что ингуши частично принимали участие в движении Шамиля. Они оказали сопротивление отряду князя Абхазова. Да, есть такое упоминание барону Розену. Розену? По-моему, Розену, да. Да, на европейский манер. Они участвовали в крупном Назрановском восстании 1858 года, жестоко подавленном царизмом. И в результате этих событий многие горные аулы ингушей были уничтожены, на месте селений на плоскости основаны были казачьи станицы, а некоторые племена ингушей, как карабулаки, выселены в Турцию. Получается, что часть ингушей была вместе с Шамилем. Да, я об этом уже сказала, да. По поводу мухаджиров тоже было упомянуто, что действительно это как раз те, кто вынуждены были переместиться, мигрировать туда для того, чтобы продолжать исповедовать исламскую традицию, исламскую культуру и в целом выжить в условиях вот того процесса, который мы наблюдали. Это очень сопряжено с событиями относительно черкесов, как известно, которые также были вынуждены мигрировать в Турцию. Вот по этой причине, кстати, если вы не знали, черкесы накладывают табу на все то, что имеет происхождение Черного моря. То есть они не потребляют рыбу, которую ловят в Черном море. Почему? Потому что когда они перемещались через Черное море и пытались спастись вот в условиях Кавказской войны, очень много из них погибло вот в таких вот, как говорится, очень печальных моментах, да. Поэтому у черкесов и у ингушей вот есть отдельный исторический эпизод, который очень сильно сопряжен. Поэтому у хаджирства здесь наблюдается такое, в общем-то, очень идентичное. На фотографии есть маленькая девочка. Могут ли несовершеннолетние участвовать в зикре? Ну, судя по тому, как передача, в общем-то, из поколения в поколение некоторых особенностей, не только там традиций, обычаев, но и ритуалов действительно здесь происходит, то да, дети нередко участвуют в таких вот ритуальных практиках. Почему? Потому что они должны потом немного время спустя уметь это делать также виртуозно, да, а для этого надо все-таки отработать навыки. Физическая здесь активность, она, как вы, наверное, уже поняли, налицо, поэтому это отрабатывается с возрастом, да. Так, ну, девочки не могут, соответственно, по понятным причинам, потому что в целом очень четкая корреляция между пространством мужского и женского начала, да, то есть это здесь обозначено. Могут ли мальчики участвовать, я тоже ответила. Так, помимо меня кто-то еще ответил. Так, по поводу Шамиля история продолжается. Известно, что последние соприкосновения Шамиля и его наибов с ингушами были за 8 месяцев до капитуляции завершения Кавказской войны. Это был сбор трофеев и обогащение. Или все-таки распространение идеологии и религии. Ведь уже в этот период времени многие наибы буквально предали Шамиля и уже были двойными агентами, которые работали на империю и на Шамиля. Правда ли это? На самом деле, Кавказской войне можно правильно, как тут сказано, уделить отдельное внимание, отдельную лекцию, потому что очень много спорных вопросов относительно именно этого эпизода. К Шамилю тоже очень многие народы весьма по-разному относятся. Кто-то его воспринимает в качестве героя, кто-то его воспринимает как, условно, там, в последующем чуть ли не дезертира, который предал все эти национальные освободительные движения, кто-то воспринимает его как основателя теократического первого государства. Значит, почему появилось понятие имамата? Потому что Шамиль был объявлен первым имамом фактически, да, и это был аналог того, к чему стремилась Ичкерия в определенный период, как известно, да. Поэтому, да, здесь можно обнаруживать вот эти особенности, параллели, но по поводу того,
Что увозилось, что похищалось, с кем контактировал. Я могу одно сказать, что очень много абреков чеченского происхождения нашли себе самое безопасное место именно среди ингушей. Ингуши их обеспечивали не просто безопасностью, они сопровождали их на каждом пути, и только находясь, потом возвращаясь на территорию своей этнической родины, они попадали в плен или были вообще ликвидированы, скажем так, как сегодня ликвидируют, как говорится, предполагаемых боевиков, есть такая терминология. Поэтому тут все, по-моему, нужно строго понятно, да, где было безопаснее и где факт предательства имеет место быть. Спасибо, Олег, мне очень приятно, что да, какие-то мои моменты стали для вас открытием в том числе. Так, по поводу Кунтахаджи. Кунтахаджи в своих учениях не одобрял и не вводил практику учения женщин в религиозном обряде, так как с точки зрения шариата, исламского права, присутствие женщин, не являющихся ближайшими родственниками мужчин, неприемлемо. Да, возможно, вы правы в трактовке с точки зрения классического ислама, я согласна, но я говорю о том, что именно с его присутствием впервые женщина начинает принимать участие в каких-то активных ритуальных практиках. Именно поэтому в кадирийском тарикате появляется женский зикр, если быть вот конкретно вот в этом отношении. Поэтому трактовка может быть одна, а практика существования и бытования здесь свидетельствует об обратном. Так, если произошла исламизация насильственная чеченцев через Шамиля и утверждение религии, то где... Так, если произошла исламизация насильственная чеченцев через Шамиля и утверждение религии, то где... Разница между насильственной и утверждением религии. И утверждением религии. Ну, если речь идет о сравнительном анализе чеченцев и ингушей, тут, по-моему, очевидно, что элемент насильственной практики через пропаганду Шамиля и последующем поглощении Чечни и ее активном ввязывании условно в авантюру Кавказской войны, это все-таки один феномен. Если мы говорим об утверждении ислама через призму все-таки окончательной исламизации и в зависимости от того, кого мы берем в пример, если речь там о Кунтахаджи Кишиеве или последующем новом там, шейха, который появляется на территории Ингушетии, это совершенно другое. То есть мне не очень понятный вопрос утверждения. Утверждение ислама происходит в том и другом варианте. Просто методы или инструментарий, используемые в процессе, они различаются. Да, безусловно, они имели свои различия. Как суфизм ингушей отличается от соседского, чеченцев и дагестанцев? Вообще, где эта грань между народами? Ведь чеченцы утверждают, что ингуши являются потомками, а ингушский является диалектом чеченского, несмотря на то, что независимые источники вроде Крупнова и прочих утверждают, что ингуши уходят в поздний неолит, а известный профессор Джоан Николс, изучавший языки народов Кавказа уже почти 40 лет, из Беркли утверждает, что ингушский язык и ингушская идентичность датируются минимум 6 тысячелетием, и что у чеченцев не диалект, а собрание отдельных языков, более молодых и отдельных. Прокомментируйте, пожалуйста. Я ознакомлена с трудами Джоан Николса, она буквально недавно опубликовала свой труд, было выступление, в котором было действительно такое сделано заключение, она исследовала этот вопрос на протяжении длительного времени и пришла к выводу, что ингушский язык, он является, во-первых, язык алгай является автохтонным, простите, он является фундаментом, на основании которого потом с примесью тюркских, ногайских и прочих диалектов появляется язык соседствующего этноса. Поэтому здесь мы видим в корне своем фундаментализм языковой и лингвистической культуры. Что касается вопроса относительно происхождения, так, сейчас, секундочку, отличий, простите, суфизма, я уже упомянула, если мы берем с вами пример дагестанцев, то как минимум здесь, во-первых, мы говорим о распространенности конкретного тариката, и мы говорим о том, что здесь есть институт живых шейх, который, в общем, это знание передает от учителя, простите, к ученику. Если мы говорим о чеченском и ингушском суфизме, следует отметить тот факт, что общие, естественно, элементы имеются, потому что одного того факта, что Дени и Багаудин или Баха Арсанов и Кунтахаджи Кишиев имели местное происхождение чеченское. Именно они потом распространяют, я поэтому отметила цепную реакцию через Дагестан, Чечню и в последующем Ингушетию. Но дело в том, что любая культура имеет такую особенность адаптировать под свои какие-то этнические, культурные, да, там, характеристики. Это произошло с ингушским суфизмом, во-первых. Во-вторых, если мы возьмем с вами современную ситуацию, там, допустим, на примере Чечни и Ингушетии, мы отчетливо наблюдаем
очень интересную такую картину. Кадирийский тарикат здесь поддерживается властью, потому что всем своим существом Рамзан Кадыров демонстрирует свою приверженность кадирийскому тарикату, весь его внешний амплуа, образ, начиная от тюбетейки, потому что даже головной убор от последователей к последователю может резко иметь отличительные особенности. Его приверженность определенным зикристским традициям – это свидетельство о том, что он отмечает важность и фундаментализм именно кадирия на территории Чеченской Республики. Тем более, когда речь касается того, что здесь ведется очень активная борьба и контроль за любыми деструктивными исламскими практиками, которые могут быть. Поэтому здесь именно это навешивается, как говорится, сверху, да, то есть вот эта вот тенденция. В Ингушетии такого нет, чтобы, допустим, от того, что глава региона является последователем Кунда-Хаджи Кишиева, это не значит, что все теперь должны условно отказываться от своей приверженности к тому или иному братству или каким-то образом, скажем так, включаться в эту новую навязываемую сверху идентичность. Здесь это, как я уже упомянула, это не работает, это совершенно не функционирует. Поэтому вот даже если мы говорим современность, разница заключается вот как минимум в этих нюансах, да. И ни одно братство здесь не имело какого-то эффекта гонения или, допустим, скажем так, давления, прессинга. Я уже упомянула тот факт, что те же самые последователи Накшбандии вынуждены были в период Дудаевский, собственно, покинуть республику. Почему? Потому что их сам факт здесь нахождения воспринимался весьма и весьма категорично. Вот если мы говорим о разнице, то элементарно то, что в Ингушетии для них не было никаких проблем, и сегодня в том числе на территории республики функционируют всем нам известные тарикаты, соответственно, братства. Да, было бы здорово отдельно послушать лекцию, но так, вопросов очень много, я не знаю, стоит ли... Последний. Да, последний, да. Это был последний, давайте. Я просто не хочу вас задеть. Да, хорошо. Очень интересно, спасибо большое. Так, Того, что так недавно ученые, математики и астрономы, любители подтвердили факт того, что храмы на Столовой горе являются обсерваториями, первичными обсерваториями, которые строились ингушскими сообществами, что соседние народы могли позже адаптировать культурные практики. К примеру, известный исследователь Шегрен писал в своем труде «Религиозные обряды осетин, ингушей и их соплеменников». При разных случаях все вокруг придерживаются обычаев галгаев. У галгаев и кистин джираховцев, джирахов тут написано, у всех осетин в горах, живущих как то. Алагирцев, куртатинцев, чеметинцев, дегорцев придерживающихся обрядов галгаев. Прокомментируйте, пожалуйста, кто заключил по поводу обсерватории из ученых современности и прошлого. Если вы помните, ведь Столовая гора является исключительно ингушской территорией, имела влияние в духовных практиках ингушей и влиять на других, где копировать обряды и практики. Так, может быть, тут смысловая нагрузка. В частности, адаты, в особенности последние 30 лет, очень активно адаптируются. Тоже прокомментируйте. Тут, по-моему, 3 вопроса. Да. По поводу обсерватории, буквально я уже говорила о том, что я была в 2 экспедициях. Специально для этого поднималась и на Столовую гору, поднималась к тем самым древним храмовым постройкам, как, например, тот же самый замечательный памятник каменного зодчества Тхабы-Ерды, который строился как христианский храм, но эксплуатировался, безусловно, как языческий храм в этом отношении. Также Алби-Ерды или Элби-Ерды, так называемые, в том числе, или Медсели, если быть точнее, на Столовой горе. Столовая гора не просто так действительно у нас упомянута. Здесь было расположено по тем данным, которые сохранились, 3 небольших святилища. Они были совершенно небольшими, действительно, по своим параметрам, но при этом их функционал был достаточно серьезным. Находясь на очень возвышенной, скажем так, такой очень локальной точке, мы специально брали данные по GPS-характеристикам расположения этих, собственно, святилищ. И я к чему веду? Вот буквально на Первом канале была передача, которая посвящена туризму в России. Я как раз выступала с этим тезисом о том, что действительно храмы, расположенные
на высоких точках горного ландшафта Ингушетии. Те храмы, которые один, естественно, сейчас остался более законсервированный в своем строении, остальные оказались разрушены в поздний период, эти святилища в том числе использовались как обсерватории. Их расположение, диагностика GPS-данных, значит, которые, собственно, свидетельствуют о том, что здесь была возможность, значит, считать, что называется, по созвездиям определенные трансформации, изменения климатических, географических особенностей. Плюс ко всему еще один очень важный фактор, что здесь, на этой территории, проводились археологические раскопки, обнаружены были самые древние календари, очень и, соответственно, с некой очень точно соотносимой с астрономическими данными корреляцией, позволяет нам свидетельствовать о том, что да, это был не просто условно элемент сакральных там, обрядов и прочих практик, сам жрец выполнял вот эту астрономическую, назовем ее так, миссию. Это неудивительно, если мы проводим параллели с древним Шумером, например, это точно так же удачно использовалось. Если вы помните, в древней шумерской практике такими обсерваториями были оснащены всем известные зиккураты, да, то есть на самой высшей платформе плоской крыши располагалась как раз-таки условно такая вот обсерватория, которая позволяла следить за небесными светилами, и поэтому очень точно высчитывалось, что, во-первых, сколько у нас минут, значит, в одном часу, сколько у нас дней в году, что называется, все эти точные подсчеты были реализованы именно в условиях древней шумерской цивилизации. Мы сегодня этим пользуемся по совместительству. Поэтому, во-первых, расположение этого горного ландшафта, сама священная гора, Столовая гора, она тоже имеет определенные особенности. Мы это обсуждали у нас есть группа астронавтов, которая, собственно, дает нам такую интересную трактовку, но мы это будем буквально в ближайшее время публиковать эти материалы, поэтому я пока не хочу озвучивать некоторые тезисы, чтобы информация не утекала. После, соответственно, публикации мы эти данные будем иметь возможность обсуждать на более должном уровне. Но да, нам условно очень большую помощь оказала современная, значит, техника. Она позволяет понять, почему именно здесь эти строились святилища, какой они функционал носили помимо вот этих всяких обрядов, ритуальных практик. Ну и, конечно, мы когда обращаемся к этнографии, это тоже подпитывает информацию о том, или тезис о том, или гипотезу о том, что использовались они в качестве обсерваторий. Да, да. Слежка была такая за астрономическими явлениями, за космогонизмом достаточно активная со стороны древних жрецов. Наверное, по этой причине их статус и значения были в дополнении к тем ролям, которые они выполняют, очень-очень фундаментальны и очень важны для этого общества. Это определяло время, сезон года, важные события. Все эти праздники религиозные, которые имели место быть, они соотносимы с солнцестоянием, весенним, зимним и прочим, да, все эти данные не могли быть взяты из бурной фантазии, если это не поддавалось какому-то естественному точному знанию, точным навыкам и каким-то, условно, даже математическим подсчетам. Спасибо. Вот, ну, вижу, что больше вопросов нет, по крайней мере, из того, что я... Спасибо за лекцию. Да, да. Феноменально и прекрасно. У нас есть вопрос еще, по-моему, да? Присоединяемся к этому мнению. Есть еще вопрос, пожалуйста. Можно погромче, потому что боюсь, что в записи это не будет слышно. Может, вам подойти? Здесь закрыть ее оставить? Может, вам подойти, чтобы он лучше. Нужно записывать. Или может Ну, просто запись. сказать вопрос. Я повторю просто, можно. Хорошо. Просто по вашему наблюдению, действительно ли в регионе, в Швеции, среди молодого поколения очень так актуальна приверженность судейской традиции, парикатной и так далее. Просто у меня было ощущение, что как раз таки именно в Швеции среди молодого поколения ангажированных людей намного больше, чем в сравнении даже с Чечней. И как раз таки сектантские взгляды были более прогрессивные и более
маргинализированы даже в сравнении с традиционными словами, которые установились ашарийского толка в Ингушетии. Вот. И Абдулхаким Мурат, ректор исламского колледжа в Кембридже, даже называл связанную фундацию Republic Fear, то есть когда молодежь отвлекается от своего дина из-за ассоциации с государством, режимом, номенклатурой. И как раз таки в Ингушетии тоже говорили о том, что с властью это не так сильно ассоциируется. Возможно, поэтому и молодежь более ангажирована в этом вопросе. Не кажется ли вам, что как раз таки сейчас, наоборот, актуальность этому были не особо падает? Суфийская традиция. Да, ну, с зикрами. Так, я повторю для наших слушателей онлайн. Вопрос заключается в том, что действительно ли то, о чем я сказала, когда в количественном отношении получается, что у нас молодежь в большей степени доминирует, наоборот, скажем так, соотносится с не суфийскими традициями, противовес тем, кто в незначительном количестве до сих пор продолжает там, условно следовать суфийским практикам. Ну, если это образно, да, то есть насколько это соотносимо с действительностью. Вы должны понимать одну вещь, очень важную вещь, то что некоторые решения, принимаемые современной молодежью относительно следования, скажем так, зикру или неследование ему, весьма и весьма сейчас опасно в регионе. Почему? Потому что это подвергается критику, во-первых, соплеменников, да, нередко семейных этих отношений тоже. Я уже не просто так, вы, по-моему, позже подошли, я уже говорила о том, что есть конфликт отцов и детей, очевидно, да, потому что старшее поколение продолжает следовать суфийской традиции, среди молодежи настроения более такие консервативные в этом смысле. Ну и я думаю, что источниковая база сейчас более обширная. У нас был большой период, 70 лет атеизма, наложили очень серьезный отпечаток на то, какая будет в дальнейшем, собственно, история развития ислама на территории Кавказа. За это время просто прекратили факт своего существования ученые, которые действительно получали навыки путем передачи этого знания. Да? Писательская традиция в целом, Нет, я сейчас не о том говорю. Я имею в виду не писательская традиция, а в целом получать образование и передавать это из поколения в поколение. То есть бесперебойно, беспрерывно, если мы назовем это так. Другое дело, что когда в 2000-х годах стало, вернее, простите, в 90-х годах стало возможно получать теперь образование, исповедовать религию, как это хотелось бы, доступными стали в основном регионы, та же самая, условно, Турция, там, я не знаю, Сирия, Египет и так далее, где ислам, да, его образование в этом отношении было возможно, но оно резко отличалось по своей трактовке тому, что практиковалось среди традиционно суфийского поколения здесь, в регионе. И это привело к первым конфликтам, потому что возвращающаяся из вот таких регионов, значит, новообразованная молодежь видела некое, даже где-то очень сильное противоречие с тем, чему они там обучались и что практикуется здесь, в Ингушетии. Поэтому это первое столкновение интересов. И в последующем это привело к формированию даже конкретных мечетей, которые обозначали как там условно ваххабитские или салафитские мечети, да, где большое количество молодежи находилось и продолжало, значит, собственно, проповедовать ту самую форму ислама, ту самую ее особенность, которая была типична для, там, условно, Ближнего Востока. Это один момент. Второй момент, когда это стало подвергаться прессингу и давлению со стороны структуры властей, это привело к тому, что среди даже радикальных радикалов появилось новое течение умеренных радикалов. То есть теперь они не везде пропагандируют об этом и не кричат об этом, о том, что кто-то там не прав, они единственные правые. Просто они стали последовать это в спокойной, такой размеренной стихии. Да? И получается, если вы сегодня посмотрите в целом на регион, достаточно визуала, чтобы понять, кто является большинством, кто является меньшинством. Женщины, которые укутали себя в хиджабы, это явно не последователи суфийского ислама. Понимаете? Это можно просто, вот, как говорится, понимать просто даже по визуальным трансформациям. Да, действительно, когда, вы понимаете, что я там находилась 2 месяца. За эти 2 месяца республика небольшая.
Население даже по переписи там, 2020 года там, приближено к 500 тысяч человек. Все доводятся друг к другу родственниками. Почему? Потому что внутриэтнические браки, я об этом упоминала. Поэтому плюс-минус картину можно наблюдать и визуально, и в коммуникации с людьми, с которыми ты там находишься в родстве. И большинство действительно среди молодежи, это не исключает, я опять подчеркнула, это не исключает того факта, что часть молодежи приверженцы суфийской традиции. Вот, например, я долго жила в поселке Корца, и там вся молодежь, по крайней мере, из тех, кто традиционно передавали из поколения в поколение вот эту традицию зикризма, особенно в лоне кадирийского тариката, они это активно проповедуют, значит, практикуют и так далее. И буквально ты выходишь за двор и слышишь в очередной там, четверг или в пятницу, как совершается этот зикр в соседнем дворе. Понимаете, это слышно на весь поселок. При этом в моем доме в это время мужчины совершенно не принимают этого факта, понимаете? То есть абсолютно категорично в этом смысле не хотят посещать эти мероприятия, потому что воспринимают это как совершенно неприемлемая практика в исламе. Поэтому мы сейчас можем говорить о том, что да, то есть на уровне каких-то фамилий, даже где-то тейпы, если мы берем родовые кланы, да, есть такое, что да, они у нас самые такие ярые последователи. Причем, условно, если мы сейчас обозначим, среди молодежи, практикующей суфизм, да, суфийские традиции, среди них радикалов, как выясняется, гораздо больше, то есть таких ортодоксов, которые стремятся суфизм сохранить в любой возможности, степени, они очень агрессивны, консервативны в этих своих взглядах, чем те же самые нетрадиционалисты, о которых я упоминала. Поэтому да, но опять мы говорим о том, что ингушей немного, и в целом, конечно, на контрасте там, с соседней республикой, где условно 1,5 миллиона чеченцев, конечно, некоторые вещи здесь могут быть ярко выражены, а там размываться. Это тоже нельзя забывать, и это будет носить свой собственный характер. Мне кажется, вот срединная позиция, ну, насчет насколько сейчас распространен хаджи среди молодежи, ну, в сравнении с соседними регионами. Если мы посмотрим, как правило, на крупных, ну, точнее, нет, вот на обычных, то, что Ербош называется, среду, воскресенье, в Чечне, как правило, молодежи очень мало бывает. То есть в основном это мужчины, лет, ну, 45-50 и старики. Понятно, да. А в Ингушетии, ну, молодежи всегда значительный процент присутствует, особенно вот этих все, там, комсомоз, например. Там даже человек может внутренне не принимать, но в силу давления, например, о чем я родственников, да, молодые ребята бывают. В целом, если я вижу, например, какой-то маджлис, где много молодых ребят, это, как правило, ингушский. Сразу можно дальше сразу я понял, что это ингушский. А по поводу вот дресс-кода женского, мне кажется, вот важно такую тоже ремарку сделать, что на самом деле вот это какая-то вот аффилиация с каким-то свободным дресс-кодом и приверженностью суфийским традициям, ну, можно такой ошибочный вывод сделать, она не присутствует. Например, есть такой в Шатойском районе, ну, это их называют сетори, на самом деле чеченский тейп сетори, и они все как бы хаджи-муриды, и такая у них достаточно такая община, ну, обособленная. Хотя они никакому другому веру не принадлежат, они хаджи-муриды. Но они еще даже с советских времен, очень строгий женский дресс-код, а когда уже Союз распался, они женщины никак носили, ну, до определенных там событий, пришлось потом это оставить. Но я к тому, что на самом деле вот тоже мы не должны следовать за какими-то такими архаичными, подчеркну, да, это уже архаичные представления о востоковедении, что, дескать, суфии, они там каких-то вот свободных каких-то правил придерживаются. На самом деле, то есть еще даже в советское время женщины, которые, ну, из семей муритских, они соблюдали исламский дресс-код, не говоря уже о андийцах, да? Есть известный ансамбль «Азнак» из чеченских пожилых женщин, они практикуют зикр до сих пор, вот, и они также покрыты в хиджаб,
ну, соблюдается исламский дресс-код. Это как бы показатель уже современный. Ну, я показывала фото. Да, Я показывала фото, но вы должны понимать, что женщины в возрасте в принципе обрамляются уже иначе совершенно. Фотографии и с молодыми девушками, которые также принадлежат к своим тарикатам именно по своему роду, они, соответственно, также соблюдают исламский дресс-код. И, скорее всего, я соглашусь с Ахтуганом. Это скорее такой ориенталистский, наверное, подход к внешнему виду в этом смысле. Возможно, даже сфетизированный, чтобы как раз-таки при Советском Союзе больше соблюдался такого ислама в наших национальных сообществах. И дресс-код тогда не так сильно распространен, как сегодня, но это скорее больше отражение политической культуры сегодняшней, нежели распространенность тарикатов в регионе. Я была бы рада, если бы это было бы так. Но этнограф отличается от религиоведа и так далее тем, что мы именно разговариваем с людьми. То есть я общалась с людьми, и я понимаю, в какой-то момент это резкий переход, допустим, в пользу, там, женщина ходила в совершенно европейской манере одеяния, и резко переходит в хиджаб. То есть на вопрос, что там сподвигло, потому что были какие-то исследования, я сама проводила. Я же не просто так говорю об этом, что почему, потому что я что-то наблюдаю со стороны только лишь. Речь идет о том, что мы погружаемся в культуру и общаемся. Я опять упомянула, что есть конкретные районы, как я уже сказала, где это будет практиковаться в большей степени, где это будет в меньшей степени практиковаться. Но в целом многие, с кем мне приходилось общаться, вот почему, что сподвигло их, хотя я не вижу в этом ничего особенного, и одеться, и раздеться в этом смысле и так далее, то есть это право выбора каждого человека. Но здесь отмечалось, как правило, следующее, что да, я в какой-то момент поняла, что мне близка вот та самая там, условно трактовка, которая ближе к условно там, салафитской версии вот в этом отношении. Что здесь предполагается? Что я, ну, естественно, я задаю вопрос, а как же там, допустим, ваши родные близкие, как они это воспринимают ли это категорично, и будете ли вы последователем суфийской традиции, вот если у вас теперь вот эта связь с родными близкими, вот как бы вы, потому что, опять, если, допустим, есть такое замечательное выражение, что какое-то хорошее дело, оно, ну, условно, там, свадьба, там, день рождения и так далее, это еще можно как-то запланировать. Смерть человек не может запланировать, она приходит нежданно. То есть, и, соответственно, задается вопрос, эти исследования проводил Институт этнологии и антропологии, то есть мы целой, как говорится, делегацией съездили туда, и мы задавали вопрос, а как же вот этот конфликт, то есть как вы будете решать вопрос, если вы приверженцы, допустим, там, условно, да, салафитской версии, там, погребальной практики, а ваши дома приверженцы суфийской традиции, и ваши родители вам говорят, что нет, я хочу так. И конфликты там действительно очень серьезные. И там даже вплоть до того, что род отказывается от человека, выгоняет его во время, значит, самой погребальной практики, то есть во время похоронной там, традиции и так далее. А женщина объясняет, что нет, вот мне кажется, что все-таки суфизм это не соотносится, это неприемлемо, при пророке Мухаммаде такого не было и так далее, и так далее, и так далее. То есть начинается трактовка, которая, ну, естественно, это объясняется на очень примитивном языке, но это женщины, которые, ну, ставят перед собой цель изучить это более глубоко, возможно, и там, ну, речь шла о том, что сначала это происходит, значит, подвергается вот новому идеологическому контексту через призму мужчин в семье, чаще всего это муж, который давлеет, допустим, да, какое-то время и так далее. Поэтому я не говорю о том, что все женщины в хиджабах являются носителями там, не суфийской традиции. Но я говорю о том, что вот в той тенденции, которую мы сейчас наблюдаем в Ингушетии, молодежь современная больше склоняется к тому, чтобы отходить от суфизма с точки зрения именно совершения зикров по упокойных и так далее, но при этом базовые-то вещи в суфизме, они в принципе ничем не противоречат там, исламской традиции. Суфии также 5 раз в день совершают намаз, постятся в месяц Рамадан и прочее, оно сохраняется. Вопрос только здесь касается именно зикров, понимаете? Вот и в этом отношении они это не приемлют. И мы наблюдаем такую картину, что да, действительно переход вот к другой совсем тенденции ислама, другой вот очень сильно категорично воспринимающий суфийские некоторые практики среди молодежи, они сегодня активно распространяются. Это происходит, чаще, если поначалу это было каким-то очень давлеющим, насильственным, агрессивным характером, то сегодня просто люди стали больше читать, изучать. Очень много литературы сейчас стало поступать в регион,
и то, что дает ответы, наверное, на те или иные вопросы. И они в основном, конечно, не приветствуют суфийскую традицию вот, в содержании своем. Это доступ к информации, понимаете, он стал более обширен. И мы не забываем про замечательный интернет и медийное пространство, которое позволяет получать информацию, которую они не получают вот здесь, в регионе. То есть, как правило. Спасибо большое, дорогие коллеги. У нас состоялся очень увлекательный. Конечно, прежде всего, Танзиле Саварбетовне за готовность у нас выступить и за такой замечательный совершенно доклад. Я очень благодарен всем, кто пришел и посетил наш семинар виртуально. Были замечательные вопросы, замечательный ответ. По-моему, это был один из самых ярких семинаров за все эти годы, что мы их проводим. 18 года. Мне очень приятно. Большое спасибо, и я очень надеюсь, что вы у нас еще как-нибудь выступите. Еще вот такие возможности. Большое спасибо всем. Спасибо всем за внимание. Спасибо.